меня не включился до сих пор эфир. Вот теперь, по-моему, включился. Так. Спасибо за подарки. Спасибо. Как-то так. Как-то так. Давайте я немножко еще расскажу про Маджахеда. Отдал жизнь за Украину. Под Бахмутом погиб доброволец-мусульманин Даниил Маджахед Лещук. На войне с российскими захватчиками погиб защитник Украины Даниил Маджахед Лещук. Предварительно трагедия произошла утром 1 апреля в Донецкой области на Бахмутском направлении. Сколько же жизней забрала вот это бахмутское сражение, забрало. Доброволец во время полномасштабного вторжения РФ в Украину уже получал ранения, но после лечения снова вернулся на фронт. О том, что героя не стало, сообщил Facebook сообщество «Ислам в Украине» со ссылкой на военного капеллана Хаджимурада Путилина. Для меня была честь воевать вместе с братом Маджахеда. Брат Маджахед. Еще попьем крепкого чайку лучшим из миров. Пусть Аллах примет твою душу, написал Дмитрий Ленько из батальона Стугна. Народный герой Украины родился в городе Брест, Беларусь, 14 лет переехал в украинский Крым, где выучился на моряка, но он так и не получил украинское гражданство, хотя защищал страну от ООС с 2014 года. Первое боевое ранение получил 19 января 2015 года еще в Луганской области. 18 августа 2022 года во время выполнения боевого задания он снова был ранен. Осколки попали в живот, легкие, печень. Тогда его группа взяла в плен 2 российских солдат. А после ряда операций и реабилитации Лещук снова вернулся в строй. В телеграм-канале Маджахеда под названием Дэнни Виндетти его собратья написали, что Лещук был рожден героем, и ты погиб как герой. Мы все будем помнить тебя вечно. Просим власть присвоить звание Героя Украины и предоставить гражданство посмертно герою, воевавшему за Украину, говорится в сообщении. В 2015 году Лещук был задержан по делу о расследовании деятельности батальона «Торнадо» и бывшего комбата Руслана Онищенко. Маджахеду были предъявлены обвинения в ряде тяжких преступлений, но он все это отвергал. В июне 2021 года воин был освобожден решением суда по так называемому закону Савченко. Во время войны Маджахед защищал Киев и пригород, пригород как доброволец. Весной 2022 года участвовал в боях за Харьков. В июле официально вступил в ряды ВСУ, был направлен на защиту Николаевщины. Также известно, что он проводил диверсионные работы на территории оккупированной Херсонской области. Ранее на войне с российскими оккупантами погиб Артур Батый, сын председателя правления Донецкого облгаза Вадима Батия. Героя не стало под городом Бахмут Донецкой области в селе Богдановка. И так далее, и так далее, и так далее. Герои, как здесь сказано, приходят в эту жизнь, чтобы показать нам, каким нужно быть героем. Да, как мы видим, человеку не давали гражданство долгое время. И вот получилось то, что получилось. Но гражданство дают под гарантии офиса президента Невзорову, ублюдку Невзорову, военному преступнику, пособнику чеченского геноцида Невзорову, другим мерзавцам, подонкам. За них заступаются такие супер-медиа личности, которые возомнили себя такими, как Арестовичи, какие-то Подоляки и другие товарищи. И вот эти люди,
А такие люди, там, как чеченские добровольцы, как белорусские добровольцы, которых, по идее, нужно было бы носить на руках, потому что это люди, которые пришли не за свою землю сражаться, а за помогать, и для них должно было бы больше проявлять уважение. Ну, каким-то пропагандистам, преступникам, гибнюкам, Невзоровым и другим даются гражданство. А, например, Борис Тамахин, который уже давно находится в Украине, и таким не даются. И закрадывается впечатление, сомнения, да, для чего это делается. Не для того ли, чтобы белорусские добровольцы не приезжали, чеченские добровольцы, или российские, такие как Борис Тамахин, не приезжали в Украину, чтобы украинцы остались один на один, чтобы им было тяжело. Потому что, когда вы понимаете, вот я как чеченец, я могу по себе это сказать, когда кто-то за вас заступается, даже словом, это вам придает больше сил. Не когда чеченец заступается за нас, да, когда чеченец за вас говорит, а когда это скажет украинец, например, или это приехал, например, Музычка, Александр Музычка со своими товарищами. Их было 12 или 14 человек. И да, они принимали в операциях участие, очень хорошо себя показали, но это всего лишь 12-14 человек. Ну какой подъем этот был, какой это, что украинцы приехали сражаться, поддержать нас, это говорит о том, что вы правы, ребята, вы находитесь на правильном пути. Потому что очень много, сейчас даже, смотрите, на территории Украины идет война, уже 8 лет она шла до этого, сейчас уже 9 год, 9-й год уже закончился, как уже год широкомасштабной войны. И вот эти вещи вам объясняют, что вот они хотели на вас напасть, и вот чтобы они на нас не напали, потом каких-то там русскоязычных ущемляли, потом кого-то там обижали, кому-то там не давали пить самогонку, там еще что-то, объясняют какой-то бред. И когда долго-долго вам об этом говорят, в конце концов у вас возникает мысль, может они правы, может нам надо просто успокоиться. Вот до того доводили состояние, честное слово, вот я как на духу могу признаться. И когда они говорили про Шамиля Басаева, которым я восхищался, которым я гордился, я уже думал, неужели, вот, если Басаева не станет, вот это все закончится, неужели Басаев такой плохой, уже возникали такие мысли. Я знаю, сейчас найдутся какие-нибудь мерзавцы, которые вырежут этот кусок и скажут отдельно, не вкладывая мысль, поэтому приходится подбирать слова, потому что эти же лжецы и пропагандисты контролируют каждое слово, пытаются где-то вас дискредитировать. Ну вот доводили даже до такого состояния лучшим из лучших защитников моей страны я считал Шамиля Басаева. Я им гордился. Мне нравилось, как он говорит, как он действует, его операции, которые он проводил. Это была гордость для всего чеченского народа. Ну так много про него говорили, и возникала мысль, неужели вот если его не станет, и все, и война закончится, потому что это горе, вот это все приводилось. Ничего не изменилось, стало хуже, когда его не стало. Правда, он успел очень-очень много их уничтожить, очень-очень много навредить оккупантам и врагам перед тем, как его не стало. И есть основания, что разные подлецы и подонки помогли русским убить его. Но вот возникает мысль, да, на твоей земле 17 тысяч квадратных километров, или я не помню сейчас сколько, 17, по-моему, тысяч Чеченская Республика, 170 километров в длину. Ну, вообще, Московская область больше, Киевская область больше. И возникает ощущение, что, ну, может, мы виноваты во всем, может, мы все-таки по утрам я просыпался, думал, неужели сегодня я не съел ни одного младенца, и я не убил еще ни одного там мирно летящего там какого-нибудь там наемника, бомбящего наш город. И вот эта поддержка бывает очень важна. И Маджахед, Даниил,
именно был таким человеком. Таким же был Иса Мунаев. Иса Мунаев, например, сейчас я осознаю, насколько нужен был нам этот Иса Мунаев. Это был один из немногих наших оставшихся в живых генералов, который не продался, не сдался, не дал себя обмануть и поехал воевать в Украину, защищать свободу Украины. И вот когда только-только приехал туда Иса Мунаев, Муслим Чуберлоевский, Амина Акуева, там другие наши братья и наши сограждане, с той стороны напротив украинцев начали гнать кадыровцев. Как мы сейчас видим, там ЧВК Вагнера там, и так далее. ЧВК Вагнера это зэки, которых собрали из зон. И они просто идут штурмовики. Их посылают выявить, где находятся украинские позиции. А реально руководят кадровые российские военные, ГРУ, Минобороны, Миннападения фашистской России. И как таковой погоды они не делают. Ну, погода имеется в виду, толку от них мало. Хотя дерзкие, смелые зэки как-никак. Но говорят, как будто воюет только ЧВК Вагнер. Точно так же это было в Грузии, против войны против Грузии. Когда туда поехали ямадаевцы, почему-то некоторые грузины поддержали вот эту русскую пропаганду и начали нам предъявлять за ямадаевцев, которые убивали нас же и поехали воевать в Грузию. Ну, это пропагандисты, разные там недалекого ума люди, конечно, нормальные люди так не делали. Но то же самое было, когда война началась против Украины. Тогда собрали этих кадыровцев и начали запугивать украинцев. А тогда, как мы знаем, армия, министр обороны сбежал, министр МВД сбежал в Россию, СБУ руководитель сбежал, президент сбежал. Ну, понятно, что фактически вся Украина находилась силовая, по крайней мере, и не только силовая, финансовая, находилась под колпаком, под контролем, полным контролем, получается, фашистской России. И в это время то, что сделал Иса Мунаев, Муслим Чуберлоевский, это было очень достойно, очень высоко оценено. Муслим Чуберлоевский, как и Иса Мунаев, такого же масштаба военный, наш военный. И их лишили не то что гражданства лишили. Вы помните, перед самым началом войны это был самый настоящий удар. Это сделал секретарь Совета Безопасности Данилов, по-моему, есть такой. Он или же Аваков это сделал. Но вы помните, какое отношение было к чеченцам тогда. А сейчас, правда, никто не лишает их ни гражданства, им и так не дали, не лишают, не заносят их в списки. Они не могли даже карточку в банке себе открыть. Понимаете? И когда они должны были начать что-то обжаловать в судебном порядке, они не могли даже оплатить это все, потому что они были внесены в санкционные списки. Вот такая вот была история. То же самое касается и вот Данила Лещука, которого сегодня не стало. Пусть Всевышний примет его шахаду, пусть примет его газават Всевышний. Священный месяц Рамадан, это один из признаков уйти в месяц Рамадан. Это говорит о том, что человек Богом принят в рай, как у нас это считается. Поэтому надо еще много-много дел сделать. В Украине зачистить разных. До сих пор эти мерзавцы, подонки ошиваются, до сих пор. Вот вчера смотрю, например, Фейкина и генерала КГБ ФСБ Гудкова. И все так они рассказывают, как они переживают за Украину, как Путин военные преступления, год в Буче, там, все такое там.
И я не могу понять, вот, ну, вот два КГБшника собрались, да, в моем понимании. Один действующий, другой, как по слухам. И, ну, действующий, бывший или действующий, там, бывших не бывает, как говорится. И в конце, думаю, ну, о чем знаю, понимаю, что какая-то опять спецоперация у них идет. Они собираются же не просто так. И какой же нарратив они будут сейчас проталкивать? И вот тебе на, короче, нарратив связан с тем, что Путин обязательно нанесет ядерный удар. Вот 100% Гудков уверен, он уже там с деталями рассказывает, как там они там про Хиросиму вспомнили, там вспомнили еще что-то, про радиоактивный пепел и так далее, короче говоря. Ну и вот какой толк вот украинцы, у меня к вам вопрос, какой толк от этих людей, какую информацию, сколько они подняли в России революции, сколько они людей подняли против Путина, против КГБ, просто объясните мне. Сколько, например, Фейкин и Арестович сделали, ну кроме миллионных там подписчиков себе, которые невероятно, что вот так они раскручивались. Ну не бывает так, что вот таким образом, если там упорно не ведется кампания, что вот так они набирают подписчиков, что они сейчас зарабатывают там по десятки тысяч долларов в месяц на своих подписчиков. Просто объясните мне, в чем профицит, в чем выгода вот этого Фейкина, которого вы уже сделали у себя там главным вещателем, там уже выделяют ему на Фридоме там канале выделяют. Ну неужели вы не нашли больше русского, если нужно было именно найти россиянина, русского, который бы там какую-то пользу должны были принести. Неужели Сотника вы загасили просто в самом начале, что Сотник там несколько месяцев, вообще несколько лет вообще не заикался про Украину. Не вы загасили, конечно, а вот именно как те же, кто гасил там Муслима Чуберлоевского, вот этого Маджахеда, Бориса Стамахина, который не дает, которому не давали долгое время даже позитива. О гражданстве, конечно, я не говорю. А другим дают. Вороненков, депутат, которого убили в Украине, в Киеве, он сразу же получил. И потом он еще говорил, когда ему предъявили это, он говорит, ну я же у меня по бабушке, там, по матери, там, туда-сюда. Если у тебя есть бабки, если у тебя есть что-то, то все, ты сразу же делаешь какие-то свои дела. Вот что интересно. Сидят два вот этих, как его, Золкин или, не знаю, еще и другой товарищ, которые общаются с военнопленными, обменом занимаются и так далее. Но почему всегда какие-то сомнительные личности занимаются такими важными делами? Вот у меня вопрос. Очень интересно. Вот как на чеченском опыте я знаю, что это вот сомнение. Вот в украинском обществе говорят за этого Золкина и другого вот этого экзофашиста, я его называю, такой толстомордый есть один, который сидит и на голубом глазу разговаривает там с каким-то там парнем, украинским военным, и таком на голубом глазу, говорит, а тот его спрашивает, сколько вы платите там за сдачу в плен, что ли, или за обмен, не помню сейчас, не знаю точно, о чем там конкретно они говорят, обмен или сдача в плен, ну там за солдата там столько-то, за младший офицерский состав столько, за старший офицерский состав столько-то, и, говорит, и за старший офицерский состав, как за экзотику. Ну вы что, ну это ж свинство, а? Ну вы что вы делаете вообще? А? Ну это что это такое? Это чисто русское, это русский фашизм. Вот этот человек, я его сейчас вам скажу, я сейчас просто имя чуть-чуть подзабыл. Я вам сейчас специально скажу. Потом зашли ко мне какие-то люди, начали мне писать комментарии. Ты кто такой там, чтобы говорить. Ребят, когда вы с ними дружили, мы с ними воевали, мы врагами были, мы геноцид переживали. Когда помогали им этот геноцид совершать, весь мир помогал. А теперь заходит там, ты на украинского журналиста. Да если ты с украинским паспортом, это еще не значит, что ты украинский журналист, который будет заслужен нашего чеченского уважения. Понимаете? Так не бывает, да? Вот он как его. Это так.
Сейчас, подождите. Нет, сейчас, это не тут. Вот. Дмитрий Слепнев. Дмитрий, кстати, я потом мне прислали видео, посмотрел потом видео, кто такой Слепнев и Золкин. Ну, очень интересные товарищи. Ну, я не знаю просто, я еще раз напоминаю, украинцы, вы можете на меня обижаться, нормальные украинцы, я имею в виду, которые реально против фашистской России, вы можете там что угодно, там, обижаться, что угодно делать. Но я еще раз напоминаю, мы, чеченцы, войну выиграли у русских в военном плане, одним стрелковым оружием и силой духа. Гранатометами и стрелковым оружием. Никаких хаймерсов, никаких леопардов, ничего, ни самолетов, ни дронов, ничего не было. Оружие трофейное, которое у них же забирали или покупали у них. Мы проиграли спецслужбам их, ФСБ их проиграли, понимаете? Честно, прямо нужно это признать. Это заслуга ФСБ. Понимаете? И мне не безразлично, что сейчас Украина может проиграть этой ФСБ. Я теперь уверен, что не проиграет она. Но вот это все идет к этому. И я должен об этом говорить. И нравится это кому-то, не нравится это кому-то. И буду это говорить. И заходить мне там пытаться. Ну, люди, которые мне никогда не писали, наверное, этот Слепнев и был. Ну и сидит и говорит, ну куда это годится? Говорит, что экзотика. Это фашизм чистой воды. Просто не хочу материться, если честно. С удовольствием обматерил бы этого и Слепнева, который сидит и говорит, вот эти вещи мы, чеченцы, замечаем. Есть у вас еще один там, тоже там один, много лишнего болтает. И дело не в том, что вот он там оскорбил там. Есть. Я, например, разговариваю со своим другом, евреем, который живет в Канаде. И он говорит, я разговариваю с одним украинцем, и он там не любит чеченцев. Просто ненавидит он чеченцев. Он против России, но он ненавидит чеченцев. А сам он еврей, украинский еврей, вот, который ненавидит чеченцев. А этот еврей мой друг, который с ним общается. Он проводит с ним политинформацию, пытается ему объяснить, и он мне это все рассказывает. Мне неприятно вначале, что вот такие вещи тот украинский еврей говорит там про чеченцев, что он не любит. Ну, за что, короче. Потом вспоминаю, что у меня на канале заходят чеченцы и пишут про евреев такие гадости. И все, и что я могу сказать на это? Вот про украинцев чеченцы так не говорят. Вот я не слышал такого. Вот про евреев есть пропаганда, которая есть. Я гоняю всех, баню, убираю, объясняю чеченцам, таким чеченцам. Но факт остается фактом. Есть антисемитизм, он и пропагандой навязан, и вот этим радикальным течением, который нам навязывает КГБ с Лубянки, есть. Вот такие вещи нам нужно искоренять из себя. И по-другому быть не может. По-другому быть не может. Короче, вот как-то так наболело. Начал с Данила Лещука и вот ушел туда. Привет, если бы ты был чеченцем, ты бы взял автомат и доказал это. Спроси свою жену, чеченец я или нет, приват. Хорошо? Она знает точно, кто я. Зашел тоже мне умник. Ты еврей. Игорь. Ичкерия Украины не враг. Конечно, Игорочек, мы друзья и будем такими. И эта дружба, и даже родство, я бы даже сказал, хотя оно всегда в советское время скрывалось, там об этом не принято было говорить. Чеченцы очень много приняли украинцев во время геноцида под видом Голодомора, под видом
продовольственного кризиса. Голодомор это был под видом продовольственного кризиса, был геноцид. Тогда очень много приняли. И у нас очень много схожих черт в характере. Поэтому в 44-м это уже нас, Игорь Лучик. В 44-м это уже нас. Вот 15-рублевый зашел ко мне, что-то возмущается, да, он, да. Так, давайте почитаю комментарии. Я сказал, что он в Чечне, может, он не чеченец, будем говорить кавказец. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас. Салам, салам всем, друзья, всем, кто вошел, всех приветствую. Амзат, алейкум салам. Украинского ребенка украл, номер 44. Ну, смотрите, я видел это видео. Этот человек не чеченец. Там писали, что он там, другую я сейчас не буду называть, какую национальность, чтобы не обидеть кого-то. Это россиянин, это вообще не чеченец, который там с ребенком сидит, и ребенок говорит «Слава Украине». Там ничего не известно, кто кого украл по этому видео. Вообще мало что понятно. Просто ребенок говорит «Слава Украине». Я не знаю, может реально это ребенок с Украины, может он с родителями, там, может еще что-то. Но этот ребенок точно не чеченец. Давайте вы не будете вот сейчас это распространять, эту ложную информацию. Да, это кавказец, ну и так далее. Ладно, короче. Аслан, спасибо за видео о Золкине от Татьяны. Я давно не смотрю этих Боровов после того, как они РПЦ защищали. Я их прокляла. Ну, я просто, Хорзум, я в эти все дела глубоко не влазю, украинские, потому что вот Золкины, Молкины там разные. Я, когда нас касается, сразу обращаю на это внимание, потому что это нас касается. Я понимаю, что есть достойные украинцы, у меня есть друзья, у меня есть хорошие знакомые, которым я доверяю, я знаю, что там в Украине все отлично. Ту-ту-ту, как говорится, да, все отлично развивается. Поэтому я доверяю. Хотя, когда я что-то вижу такое, я обязательно на этом делаю замечания и обязательно на это указываю. А так, когда касается нас, какие-нибудь там, например, Невзоровы получают гражданство, или какие-нибудь там другие, там, Гордоны, например, говорят, что Чечня это часть России, там, и так далее, то я понимаю, что это нарративы КГБ, я всегда реагирую. И вот когда появляется вот такой вот этот чувак и рассказывает, что там экзотика. Ну, я не понимаю просто, ну как это может быть? Ну насколько нужно быть фашистом? Идет русский империализм, русские на них нападают, но он русский, я понимаю, вот этот, кто говорит, он русский, и ему нужно с русских сместить акцент, там, обезьяны, там, ну, там разные оскорбительные еще, матершинные есть выражения, там, экзотика там и так далее, и так далее. Ну эту репу просто. Я вот ему говорю, как его там звали-то. Забываю его имя постоянно. Сейчас я его найду. Дима Слепнев, да? Ну посмотри на свою харю просто. Эксофашист. Просто я тебе прямо это говорю. Вот я Аслан Арцуев. Я просто на твою харю смотрю. Более экзотичной рожи, редкостной рожи я просто не видел. Просто, наверное, мне не нужно выражать вот свои эти эмоции, но я просто, когда вот такие вещи, я всю жизнь боролся с этим, находился в России, и я всю жизнь боролся, вот всю свою сознательную жизнь, сначала начало, как я попал в фашистскую Россию в 95 году, вот с тех пор я вот всю свою сознательную вот эту жизнь, я борюсь вот против вот этого фашизма, который проявляют вот эти русские. А когда я про русских что-то говорю, заходят на меня, обижаются там и так далее. Хотя я этническую принадлежность не говорю, я именно вот этих говорю. И в Украине они есть, эти такие товарищи, и так далее, и так далее. Где ты скрываешься? Ты воевал? Ну и жену свою спроси, что ты ко мне зашел? Иди жену спрашивай свою, она все знает. Где я, воевал, не воевал, все она про меня знает лучше, чем про тебя. Иди туда. Бич зашел тоже мне. Зашел, воевал, не воевал. Какое твое собачье дело? Зашел. Воевал я, не воевал я, что я делал? Ты кто такой, чтобы я тебе тут отвечал?
зашел. 100% вот этот Дима, наверное, вот этот экзофашист, который. Ну ладно, давайте дальше. Украинцы, к сожалению, не до конца осознали, что из себя представляют русские. Ичкерия не Россия. Ну, ты, кстати, ник поменял, Ичкерия не Россия. Ну, смотри, они до конца не осознают, кто такие русские, потому что там есть именно вата. Ведь вот те события, которые Донецк, Луганск, Крым, это что же, они же не на ровном месте были. Ведь кто-то же выходил на эти митинги, кто-то же не учил украинский язык, не говорил на украинской мове. Это же не просто так все было. Кто-то же вот сейчас Донецк, Луганск, они всех вот этих мобилизовали, там уже не осталось никого в живых. Вот как Бог их покарал, да? Так если посудить. Они хотели золотую миску, что они русские, они великие, они оказались в украинском национальном государстве, и теперь они должны быть, ну как минимум, на равных. А даже, может быть, их будут где-то задвигать, потому что они не знают там украинский язык там, и так далее. И они должны переступить через себя, учить этот ненавистный им язык. Они всю жизнь гордились, не учили, и так далее, и так далее. Прожили уже там 25 лет в свободной, независимой Украине и не выучили язык. Хотя сложного, в принципе, для человека, который говорит на русском языке, фактически ничего нет. И так далее. И эти люди воевали, они, огромное количество погибло, воевали, их насильно мобилизовывали там, и так далее, и так далее. 8 лет их там подкармливали, им давали, ну, безопасно было относительно первые 8 лет. А потом уже, когда по-серьезному все началось, их, как вот этих зэков из банды Вагнера, просто послали на убой. Поэтому таких людей очень много. Был человек, который вот в Харькове, очень такой яркий был пример. И он уехал в Львов, по-моему, его перевезли. Помните, в самом начале, когда вот Харьков бомбили, там вот это движение, когда там началось, только когда его пытались оккупировать, и его вывезли туда куда-то, на западную часть Украины. И ему журналист задает вопрос: скажите, вы там, как вы относитесь, поддерживаете или нет? И он фактически со слезами говорит: я, говорит, до последнего не верил, что русские нас будут бомбить. Я был за Россию, говорит, я был за Путина, до последнего он был. Он говорит, бомбы, когда начали падать, тогда я уже понял, что Харьков-то фактически, как было принято говорить, до сих пор русский город. Мариуполь русский город. Это же русские города фактически там были. Поэтому там были такие люди. Есть. И сейчас они находятся во власти. Да, среди военных, может, их нет. С СБУ, наверное, их тоже уже сейчас почищают. Почти уже, наверное, нет. Но среди политиков, журналистов, бизнесменов полно таких людей, которые ненавидят всеми фибрами души. Вот они ненавидят украинцев за то, что они украинцы, за то, что это их земля, и им нужно на этой земле учить их язык. Вот такая вот ненависть. Вот я приехал в Германию, например, и мне нужно учить немецкий. Это немецкая земля. А я вот ненавижу за это, получается. Да? Вот представьте себе так. Ненавижу просто. За то, что вот они немцы, за то, что мне немецкий учить. Вот задумайтесь просто. Как это вообще возможно? Это неуважение к тому. То же самое было в Чечне. Мне в Чечне в школе, в советское время, не разрешали с родной сестрой говорить на чеченском языке. Да, в коридоре, когда мы разговаривали на чеченском, дома будешь кумекать. Мне говорили. Представьте, моя столица, в моем городе, в моей столице, я ребенок, и у тебя учитель подходит и говорит, дома будешь кумекать, не надо говорить, в школе нужно говорить на русском языке. Ну, задумайтесь, это естественно у них происходит. Это нету, это для чеченца это что-то невообразимое. Как ты можешь приехать в Германию и говорить немцам, или там ненавидеть немцев, или там еще что-то.
А если, представьте, я оккупировал эту Германию, я захватил их землю. Также в России, Чечне русские находились. Мы же никогда добровольно не входили. Всегда нас убивали, грабили, все, что только можно делать, делали. И потом учительница, которая вроде должна быть умная, она говорит, нет, не говорите на чеченском. Дома будешь кумекать, а тут на русском. Вот вся суть. Ладно, давайте, что-то уже заговорились. Все возвращается к тому, что есть люди, которые, да, фашизм весь не искоренить, всегда найдутся люди и сумасшедшие, и больные и так далее. Но вот отношение к добровольцам, к такому добровольцу, как Данил Лещук, Муслим Джиберлоевский, Борис Тамахин, ну, эти вещи, например, мне, например, ну, в корне они неприятны. Я топлю за Украину, с первых дней топлю, еще когда я в России жил, топлю. Хотя Украина помогала России убивать нас. Я понимал, что есть нормальные украинцы, есть сама Украина находится в оккупации, можно сказать, хотя она была свободная. И когда такие вещи происходят, ну, я считаю, я имею право такие вещи говорить, и я буду это говорить. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Фашистам не нравится, например. Но я знаю одно, что настоящему украинцу, как и настоящему чеченцу, который думает о своих правах, о своей свободе, никогда не подумает во мне увидеть себе врага или какого-то конкурента. Потому что и чеченцы, и украинцы, я за украинцев топлю, как за чеченцев. Вот последние эти 8 лет, 9 лет. А так, если кому-то не понравится, что я там Гордона, например, могу там проехаться по нему, там по Арестовичу проехаться, там по какому-нибудь вот этому Васе этому толстомордому. И, ну, не понравится, ничего, что поделаешь. Идеологию нужно развивать, каждая страна независимая. Ассаламу алейкум, Машхур. Ва алейкум ассалам. После депортации чеченцы не могли одни ходить так, как русские ходили толпой, избивали чеченцев. И убивали чеченцев после, когда мы вернулись из Казахстана. Я вам сейчас скажу, в 57-м, 8-м уже окончательно начали возвращаться чеченцы. И в 61-м, по-моему, были митинги обратно отправить чеченцев. Представьте, нас всех выгнали с нашей страны, не выгнали, нас просто, это под видом депортации, это был самый настоящий геноцид. Переселение это якобы. И в наши дома, в наши земли заехали другие люди. И вот через 13 лет после этой жестокой попытки убийства, голодом, холодом и болезнями, чеченцы начинают зализывать раны и возвращаться к себе домой. И уходят русские, говорят, обратно их в Сибирь, в Казахстан, все, давайте гоните их. Ну это как? За это кто-нибудь должен извиниться? Русские, которые жили у нас в Грозном, извинялись за это? До 77-78 года русские чеченцам запрещали прописываться даже в Грозном. До 77-го, в Грозно не пускали. Определенное время, какое-то там время, не пускали вообще в Грозно, заехать не разрешали. Тебя с автобуса снимали, говорили, паспорт покажи, прописка, чеченец, слезай. Ты в свою столицу едешь. А потом удивляются, почему русские уезжали. Я молодой был, я этих всех вещей не знал. Это я сейчас все знаю. Наши русские, наши грозненские русские, чеченские русские, продавали квартиры и уезжали. У нас во дворе, например, было 2 или 3, небольшой двор, 5-6 домов, по крайней мере, которых я знал. 2 или 3 семьи военные жили. В каждом дворе так было.
Это двухэтажные дома, не какие-нибудь там многоэтажки там и так далее. Одна пятиэтажка и там раз, два, три, четыре, пять, по-моему, двухэтажек. И там, наверное, другие тоже жили, военные. И так далее, и так далее. И уезжали. Я думаю, почему уезжать? Что плохого? Я с русскими живу, общаюсь, дружу. Русские у меня дома кушают, я у русских дома кушаю. Мы растем вместе во дворе там с детьми со всеми. Все уезжают, бегут куда-то. Оказывается, вот оно в чем дело. Я-то всего не знал, а они знали, и у них в голове было, что сейчас чеченцы будут им все припоминать. И плюс пропаганда ФСБ накручивала, ФСК тогда. Накручивала, накручивала, накручивала. Распятые мальчики там и так далее. Все это мы увидели потом. Оголтелую эту пропаганду. А если бы Украина не выстояла бы, мы про этих распятых мальчиков не узнали бы. Поверили бы. Многие поверили тогда же, что эти распятые мальчики существовали. И так далее, и так далее, и так далее. Валейкум ассалам мик, машвовер, шавига машвовер. Само бью эрквеси у ютубчур. Да? Ичкерия не Россия. Что-то... Что ты имеешь? Что ты имеешь в виду? Что тебе в смысле тебя выкинуло? Ну, есть конкретные факты про Цымбалюка, если ты говоришь. Цымбалюк фашист ваш, Цымбалюк. Он ублюдочный. Если бы он не был бы ублюдочным фашистом, он бы на российском телевидении не выступал бы так долгое время, тем самым легитимизируя то, что делают фашистские пропагандисты в России, ваш Цымбалюк. Ваш Цымбалюк открыто пока, это очень хороший показатель, если к чеченцам как относятся. Нам плевать на самом деле, мы уже привыкли, мы просто будем отвечать тем же. И все. Ваш Цымбалюк, например, сказал, что чеченцы это необразованные ингуши. Это вот этот ублюдина, вот это Цымбалюк. Я прямо говорил это и сейчас это говорю. И буду говорить про этого вашего Цымбалюка, который с этим таким же пропагандистом, который очень там маскируется под какого-то хорошего, Пьянтковским, постоянно проводит какие-то эфиры. Вот вам просто, чтобы вы понимали, в России не бывает так, что вы приходите на телевидение и вам разрешают там находиться, и вы как бы изображаете для мира, для всего человечества, для Украины, для Америки, изображаете, что у вас там какая-то там свобода слова. Нету никакой свободы слова в России. Я знаю это, мы, чеченцы, лучше всех это знаем. Понимаете? И какой Цымбалюк приходит на телевидение, он там рассказывает, слушает там и так далее. Проходили, плавали, знаем, как говорится. На месте Грозного у нас раньше было 43 села. Не 43 села было какая-то, там было 6 или 7 сел было. Русских жителей сел убили, дома стерли, построили для себя город на трупах наших предков. Не город, а крепость они построили. Крепость Грозную. И таким образом они запугивали. Они вырубали вокруг леса и расширяли вот свое владение. Там везде были леса. Мое мнение, все равно чеченцев не будут поддерживать этот мир. Этот мир лицемерен и лжив. И поддерживают лишь тех, кого выгодно. А чеченцы лишь используют, когда выгодно, как солдат. Ну, это ты прав, конечно. Мир и политика это большая ложь и лицемерие, это правда. Ну, тогда надо быть, и никто нам ничего не должен, чтобы мы тоже понимали, и украинцы нам ничего не должны, хоть я сейчас такие вещи говорю, тоже нужно понимать такие вещи, и украинцы нам ничего не должны, и американцы нам ничего не должны, и евреи нам ничего не должны, и никто в этом мире нам ничего не должен, как, впрочем, и мы никому ничего не должны. Надо быть умным, нужно быть, чтобы ты не был солдатом, и ты должен показать, что ты можешь на равных конкурировать с другими нациями, показать, что ты
способен развиваться, способен конкурировать. Вот и все. В Грозном русские в основном появились после 1944 года. В основном, не только в Грозном, но в основном, да, были заселения в Грозном именно после 44 23 февраля. Свозились со всей Советского Союза, Московской области, из других мест привозили из детдомов и так далее, и так далее, да. А так у нас русские жили очень давно. Это наши терские, раньше гребенские они были, это христианстве течение, старообрядцы. Вот Абдурахман Авторханов об этом писал. Старообрядцы, которые гребенскими их мы называли, мы с ними жили очень хорошо, пока русские не начали к нам приходить и из них делать себе солдат, как сейчас они делали вот из луганских, донецких, крымских себе солдат. Вот так же они из гребенских, которых мы приняли, фактически беженцев, сделали себе солдат. Вот как-то так. При Российской империи было заселение русскими Чечни? Да, конечно, было, Самур, конечно, было. Конечно, было. Да, Владимир, я чеченец, да. Причем какой-то цимбалюк Лермонтов уникальный чеченцев. Слава Ичкерия, героям слава. Грузины и евреи освобождали, отдавали нашим добровольно, слышала от старших. Я, правда сказать, от грузин я не слышал, я слышал только здесь. Я об этом услышал, когда вел уже эфиры. Но евреи, да, евреи, я это слышал. Что и возвращали, и самое интересное было, когда чеченцы начали возвращаться на свою родину. Евреи пришли на железнодорожный вокзал и устроивали лоузерг. Лоузер это танцы у нас, это гармонь, там барабаны, лезгинка и все такое. Таким образом евреи нас встречали. И, значит, они нас ждали. Что они скажут о других товарищах, которые говорили обратно их отправить туда. Поэтому я слышал, если честно, только про, конечно, только про евреев. Конечно, были и грузины, и дагестанцы были. Например, у меня в доме, это факт, обижайтесь, не обижайтесь, это факт. У меня у отца, то есть в моем доме, фактически в моем фамильном доме нашем, отцовском, жил дагестанец. Вот он не уезжал. И его чуть не убили, этого дагестанца, потому что просил очень много денег, был конфликт, была ссора и так далее, и так далее. В конце концов, когда он уезжал, он вынудил, сказал, что он продаст только вместе с собакой. И еще 5 рублей за эту собаку переплатить пришлось, которую он не хотел с собой забирать. Он сказал, что он продает дом вот этот. То есть ваш дом вам продают ваши братья-мусульмане, аварец он был, с Дагестана. Вот он вам продает вместе с собакой. Вот так было. Другой мой дедушка, у него тоже дагестанцы жили. Я вот не знаю, аварцы это были или нет, скорее, может быть, и аварцы. Который тоже покупал. У него сейчас они оба умерли уже. Но у него расписка была с тех пор. Он купил этот дом. А когда приехал в коровнике, где у них был раньше коровник. Нет, там жил у него русский. У другого, его брата жил дагестанец. А вот здесь жил русский. И у этого русского, где коровник был, там был свинарник. Вот он почистил этот свинарник, а ему жить негде было. Он к себе в дом пришел, а жить негде. Вот он вычистил, выгнал всю живность, почистил и жил, пока не смог выкупить дом у этого русского. Вот как было, да?
Билсат Билисатон. Аслан, баркал тебя за твой труд. Ты настоящий чеченец, переживаешь за свой народ. Да хранит тебя Аллах. Дерес хой Билсат. Спасибо большое. Саид, ассаламу алейкум. Образованность по цимбалюку то же самое, что по-русски. Звучит примерно так. Сначала разговаривать научись. По-русски имеется в виду. Алейкум ассалам. Так. Да, абсолютно правильно. Тоже помогает. Славочки, героям слава. Так, друзья, я приветствую вновь вошедших. Сколько у нас время? Я еще посижу с вами, у меня время есть. Так. Клац, Дакуня. Асла, насчет того, что нам никто не должен, ты не прав. Нам должны все за 20 лет. Ну, я не в этом плане имел в виду. Нам вообще должны русские. Клац, Дакуня. И морально, да, нам должны все. Морально нам должен весь мир. Международное право нам должно, международное сообщество нам должно, ООН нам должно, уголовный суд в Гааге, Международный уголовный суд в Гааге нам должен. Да, в этом плане, да, конечно, я это имел в виду. Да, сатисфакция. А так, в основном, конечно, нам должна Россия. Я немножко другое имел в виду, что каждый сам за себя, да, должны, мы скажем, например, нам должны американцы, допустим. Американцы скажут, вы кто такие, я вас знать не знаю. Все, на этом долг закроется, правильно? Потому что предъявить, кроме слов, у нас нечего. Если по-людски поймут, а они понимают, американцы. Американцы, например, радио «Свобода» на чеченском языке до сих пор держат. Я бы, например, это радио «Свободы», не дай бог сейчас меня услышат американцы и закроют, потому что я всегда просил не закрывать это. Я бы вот эту работу, я бы уже давно прикрыл бы. Но из-за уважения к нам они ее не закрывают. К нам, всем чеченцам, имеется в виду. Потому что не работает радио «Свобода» на чеченском языке. Кавказ Реалий, например, там чисто ведет не кавказскую там тему, а антикадыровскую тему. И так далее, и так далее. А нас, как бы, ичкерийцы уже не говорят. Но это уже другая история. Поэтому я и прав ты, клац, Дакуня. Давно тебя, кстати, не было. И немного не прав, да. Дели Саламашел, Голь, Машоль. Аслан, Цимбалюк на зарплате у Коломойского был, сейчас не знаю. Интересно, Саид, интересно. Интересно, да. Мои родители в начале, то ли середине 70-х начали жить в Грозном. Я ничего не говорю про тех, про тех русских, наших русских. Их, кстати говоря, кто не уехал, очень много русских убили. Их как бы расценивали, что если они не уезжают, а некоторым просто некуда было уезжать, их расценивали, что они наши пособники и предатели. У русских, тот, кто за чеченца, вот кто на меня обижаются, русские, но почему-то они всегда забывают, что у русских, кто уважает чеченца или просто на равных к нему относится, со страданием, по-человечески, на равных, то он считается предателем у русских. Я знаю это, просто изнутри эту кухню я знаю. Так вот, те русские, и не обижайтесь на меня, кто даже завозили насильно, в 44-м завозили, кто там даже сын или там внук какого-нибудь военного, который там был. Я вас не считаю врагами, я вас считаю такими же гражданами Чеченской Республики Ичкерия, если вы родились там и сами себя таковыми считаете. И признаете нашу независимую Чеченскую Республику, тогда вы наши граждане. И у меня нет никаких претензий к вам. В 70-м, вот мне это говорят мои родители в начале 70-х, даже в 44-м, если вы приехали. Такие были события, все произошло. И главное, что вы признаете наше право на нашу государственность и наше право быть хозяевами на нашей земле, говорить на своем языке. Никаких вопросов у меня нет к этим людям. Вы не воевали против нас, вы нас не убивали, все, никаких вопросов у меня к этим людям нет. И быть не может по определению.
только лишь потому, что они в 44-м приехали, или там они русские и так далее. Близко этого нет. Наоборот, я всегда везде подчеркиваю не просто геноцид чеченского народа, а убийство всех наших граждан, всех национальностей. Чтобы тоже было понятно, я просто какие-то вещи говорю, и получается потом меня могут неправильно интерпретировать. Просто любят некоторые вот тут заходить, ну там, не буду сейчас говорить, есть разные, короче. Ладно, пойдемте дальше. Аслан, ты эту Жеребцову видел, которая ведет блоги, ее видеоролики, видел, в которых она во всем обвиняет Дудаева и самих чеченцев, и говорит, что больше всех пострадали русские, она бывшая жительница Грозного. Да, Жеребцова, я об этом говорил отдельно, это та русская, которая недостойна просто находиться, быть гражданином нашей страны, и она не будет ей. Скорее всего, когда мы вернемся домой, она так и останется где-то здесь, в Европе, обливать нас ложью и вот этими своими инсинуациями, да, которые она на нас возводит. Это проект, на мой взгляд, такой же, как Анна Франк. Была такая еврейская девочка, которая бежала от нацистов, немецких нацистов, в Голландию, потом они попали в концлагерь с мамой, и потом она там погибла, эта девочка. Она вела дневники. Так вот, это проект, который используется, который финансируется. Вот эта Жеребцова, она является именно один в один. Вы почитайте, кто такая Анна Франк, и посмотрите, что из себя представляет вот эта не совсем, не умершая в чеченских концлагерях, уже хорошо отъевшаяся на европейских харчах Полина Жеребцова. Посмотрите просто, и вы сразу поймете, о чем я говорю. Кто такая Полина Жеребцова. Это, конечно же, ложь. Да, русские страдали, как и все пострадали, но я могу сказать, что чеченцы пострадали больше, чем все. Русские страдали только за то, что они за чеченцев. Да, бомбили, там 3-10 было. И концлагеря, как у нацистов в 40-х годах, у чеченцев не было. Для Полины специально всегда я передаю ей большой привет. Концлагеря были ваши, Полин, ваших соплеменников, которых ты защищаешь, а нас пытаешься запачкать. И, кстати говоря, ее очень часто ловят на лжи. Это тоже очень хороший показатель, кто такая Жеребцова. Да, Хамзат, она не Жеребцова, она уже Кобылкина. Она уже Кобылкина. Отправив почитать Приставкина, ночевала тучка золотая. Да, да. Вчера один украинский гость в чате антитеррор сказал, нет хорошего русского ни для украинцев, ни для чеченцев. И я с ним согласен. Я не согласен, конечно, вот с этим. Есть хорошие русские, и я с некоторыми из них дружу. Да, хватит оса, нет хороших русских точек. Вы начинаете искать хорошие, нехорошие. Русские же не ищут хорошие, нехорошие у других национальностей. Я высказываю свою точку зрения. Как вы видите, она не очень лицеприятная для русских. Бывает. На меня даже обижаются русские. Но я не могу согласиться с тем, что только лишь русские ты становишься плохим. Есть хорошие русские. У меня есть такие друзья. Друзья, приятели, люди, которых я уважаю. Один из них Борис Тамахин. Один из них Александр Сотник. Один из них, это вот публичный, которого вы знаете, Влад Шипицын. Вот такая вот у меня позиция по этому поводу. Есть еще, я просто не могу называть. Был один Аркадий Чаплыгин, который со мной учился, которого убили. Были преподаватели, которые только лишь из-за того, что я чеченец, в трудное время помогали. Ну и многое-многое другое. Ладно, пойдемте дальше, друзья. Я немного перемотаю. Асхон Васина Интирвалдюх. В Швеции жительница Грозного. А что с ней не так?
соцсакет агубо хай 70 года хай родитель сотни сакета хуасинтиш асон сун цагаон худасина. Маджахед погиб. Да, Оксана Глух, погиб Маджахед, и у меня сейчас идет эфир в YouTube, в ТикТок и в YouTube, и свободный эфир. Данил Лещук, Маджахед, я назвал сегодняшний свой стрим. Как-то так, да, не стало. Швеция, ой-ой-ой. Некоторые чеченские русские, выезжавшие из Чечни, так и не смогли ужиться в России в силу их ментальности. Да, такое тоже было. Такое тоже было. Потому что наши русские, это были другие русские. Кто-нибудь обливался холодной водой? Это эффективно, это холодно, да. Обливались, но это холодно, я тебе скажу. Кверт Алша, у меня было много друзей русские, они были отличные друзья, других и не было. Ну, много у меня не было, конечно. Так, друзья. Давайте. Так. Смотрю просто Facebook и смеюсь с разных вещей тут. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. У меня не было друзей русских и не понимаю, как с ними дружить. Я не видел среди них, кто бы мог без мата культурно общаться и не бухает. Абсолютно другой мир. Ну, есть, которые без мата общаются, есть, которые даже не бухают, как не покажется странно, да? Батальон Шейх Мансура, Джахар Дудаев, Хамзата Гилаева в Украине. Да, Игорь, есть такие парни. Есть, да. Сколько мы в эфире? Больше часа мы уже в эфире. Как время летит. Ну что, пишите ваши комментарии, друзья, ставьте лайки и распространяйте ссылку на ваш стрим, на наш стрим. Да, не стало, конечно, Маджахеда, не стало.
Да, когда Данила Лещук появился, их сразу обвинили в очень тяжких преступлениях, если вы помните. И было... Ну, умеет пропаганда преподнести так, чтобы сразу казался человек, таким отторжение было, что они там совершали тяжкие преступления, так и не смогли ничего доказать. И потом их все-таки попали под амнистию, выпустили их. Да, конечно. Жить и жить бы ему сейчас, жить и жить. В библиотеку и тир надо ходить нашей молодежи. Абсолютно, Игорь, как точно вы подметили. Как же точно. Именно нужно в библиотеку и в тир. Спортзал, моззал, пробежки, отжимания. И много-много читать. Да. Не знаю, Хамзат, как он погиб. Пишут, что это было под Бахмутом. Погиб как герой, говорят. Все, пока так только сообщается. Так. Может и есть, но как экспонаты для музея, говорит. Так, я себе раскорябал. Даник Пьянов. Алейк салам. Так, ладно, оставим русских. Осанка, так, есть мнение, что после Путина в Рашке будет военная диктатура. Вполне может быть, вполне может быть. Единственная там проблема, я не думаю, что они применят ядерное оружие, и в таком случае просто по ним ответный огонь будет нанесен. И я думаю, что украинские войска зайдут, окружат Москву и вынудят сдать всех. Будет бомбардировки, не обязательно же, как это раньше делалось. Это как в Югославии. Заходят, бомбардируют до тех пор, пока точные ракеты они эффект имеют. И пока в каменный век не загонят этот бункерного деда, все, и тогда они сами сдадут, как сербы сдали Слободана Милошевича и всех остальных. Один брат, наверное, перепутал канал. Это не канал здорового образа жизни. Да, скорее всего, Балиса. Можно ли диабетикам держать уразу? Врачи не рекомендуют. Как быть? Если врачи не рекомендуют, то надо делать то, что врачи говорят. Надо делать то, что говорят врачи. След предков. Ты заходишь сюда, вот такие вещи пишешь, какое-то здоровье. Ты реально здесь думаешь, что здесь какой-то там врачи здесь сидят там и так далее. Ну, как получается? Вот ты зашел и говоришь, давай я тебя временно исключу. Потому что я не понимаю просто, что ты не говоришь, зачем ты говоришь. К Хамзату обращаешься, к Кате обращаешься. Аслан, но украинцы утверждают, что не зайдут на территорию РФ. Ну да, украинцы говорят. Может быть, я не знаю, может быть и не зайдут. Так что вот такие вот дела.
Китай выступил в Совет Безопасности ООН против размещения странами ядерного оружия за границей и призвал вывести уже размещенное. Представитель КНР указал, что ядерные державы должны следовать принципам совместного заявления о контроле над ядерным оружием, которое подписывала и РФ. Ну, такое двоякое заявление сделалось в Китае, получается. Потому что ядерное оружие есть у нас в Германии, есть в Турции, есть еще в некоторых странах американское ядерное оружие. Или натовское, размещенное на натовских базах. И фактически, как бы, Китай начинает подыгрывать, получается, России. Потому что Путин говорит, я размещу в Беларуси. Ну, и что? Путин разместит в Беларуси, и что теперь из-за этого нужно... Я не хочу, чтобы с Германии убиралось ядерное оружие. Это наша безопасность. Говорите тише, попросил я. Возможно, понимаю я плохо, но слышу хорошо. Так. Ну и давайте и сообщение, чтобы тоже осталось. Хотя оно везде будет. За сегодня 630 оккупантов уничтожено, 1 танк, 4 боевых бронированных машин, 8 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 антиаэркрафт, 7 автомобильной техники, 2 спецтехники. Ну что ж скажешь-то. Или салама шалголь, Веснушка. Веснушка. Алейкум ассалам. Кстати, я, наверное, отдельно еще видео запишу. Я как бы говорю про правозащитные организации. Друзья, если какие-то вопросы, связанные там с беженцами, там вообще какие вопросы касательно написать какое-то заявление, вы пишите мне, на e-mail пишите, можете мне писать под этим видео, в ТикТоке. Пишите, конечно, я соблюдаю меры предосторожности, вкладки какие-нибудь я там не открываю, пока я не убежусь, с кем я имею дело и так далее, и так далее. Там, какая-нибудь, если нужна от меня помощь, там, составить документ какой-нибудь, там, проконсультировать вас в чем-то. Мне как бы пишут, постоянно пишут, каждый день пишут. Ну вот я еще раз должен был вам сказать, напомнить. Поэтому имейте в виду, друзья. Ночи, да, ночи, Great Pretender. Мне нравится смотреть видео, когда украинцы домой приходят. И там мамы, там жены, дети, собаки. Мне нравились эти видео, когда американцы делают там разные сюрпризы, возвращались там с Ирака, с Афганистана и так далее.
Но и то такие очень такие душевные были видео, но все равно с Афганистана, с Ираке еще тоже были, хотя и в Афганистане один период были очень такие большие потери, тяжело было. А, смотрю, и вот сейчас, когда возвращаются украинцы, они же из пекла возвращаются, и вспоминаю, как у нас это все было. Ужасно, конечно, да. Спасибо вашему народу за помощь и поддержку. Всегда, пожалуйста, одно дело делаем. Только вместе сможем освободиться. Только вместе. Американец, что смешного ты там узрел? Украинцы, где твой вопрос? Может, повторишь его? А, Алейкум ассалам. Так, так, так. Фуду Керл, да, стыка. Ну что, американец, будешь задавать вопрос? Или у вас такая привычка заходит? Вместо того, чтобы задать его снова, может, я его не заметил. Каждый день умирают наши сами лучшие герои. Как вы думаете, Путин сам сдастся или нет? Я не думаю, что Путин сам сдастся, конечно, он будет до последнего русского воевать. И вот обратите внимание, когда они что-то говорят на вас, украинцы, они всегда себя проецируют. Если они террористы, они на вас говорят террористы. Если они фашисты, они говорят на вас фашисты. И так далее. Вот они будут реально, они говорят, до последнего украинца будут воевать, они будут реально до последнего, Путин будет реально до последнего русского воевать. И, скорее всего, он будет пленен самими же русскими или же уничтожен каким-нибудь дроном или еще как-нибудь. Ну, гадать можно что угодно. Так, весь дел рейс хил, слушаем вас с удовольствием. Де рейс Веснушка, де рейс. Чего, американец, у тебя какая-то нездоровый смех у тебя. На мой вопрос отвечаешь ха-ха-ха, не отвечаешь ха-ха-ха. У тебя все нормально? У тебя все хорошо, дружище? Так, так, так. Ну ладно. Как хотите дело. Самого не вора. Вора, Хамза, самого не. Живой парень был, открытый.
Да, конечно, Маджахед был молодец. Оказывается, 28 лет ему было, 95-го года рождения. 28, наверное, еще не было. Да, конечно. Жить и жить бы ему. Эх. Так, а, думаю, НАТО специально дает воентехнику штучно, чтобы орки почувствовали слабость ВСУ, чтобы нападали и несли большие потери. Если дать больше техники для ВСУ, то орки бы не нападали все. Не знаю, я не знаю. Там можно много что думать по этому поводу. Не знаю. Ты думаешь, у Запада уже есть окончательная доктрина по РФ? Думаю, да. Я думаю, вопрос России уже решен. Конечно же, там все зависит от обстоятельств, там план пойдет так, план пойдет сяк. Но я абсолютно уверен, что а, фашистская Россия предстанет перед судом, ФСБ предстанет перед судом, ГРУ предстанет перед судом. И мне этого достаточно, да. А как там все это, неизвестно, да. Добрый день, Аслан. Добрый от Адизерой. Добрый день, Бокудо. Приветик, Дел. Так, ты думаешь, вот так, Самоника, так, это было. Чтобы дойти до Москвы, нужны большие ресурсы. НАТО дает оружие для обороны. Ну, может быть, не знаю. Jozud. Ну так, dedik dine sürdük yine çoğul. Salam, sala. Megerdo ant adizer way. Сума цая озудият. Так, салам Маша дома Серга. Асан, тут уже одна мадам хотела за тебя замуж выйти. Куда она делась? Не знаю, Катя, не знаю. Как раз у меня вакантное место. Я сейчас Дюч раздаться остался один. Поэтому давайте будем сейчас устраивать конкурс. Делаем. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Так, так, так. Тоже люблю видео «Зачем бойцов домой». Да. Вообще захватывает, да? Вообще, это, вот это не того даже, кто возвращается. Мне солдат не столько интересен бывает. Мама там, ребенок. Вообще некоторые мальчики, девочки бывают просто с ума сходят об родителей. Но это невероятные моменты жизненные. Невероятные, да. Цивилизацион, Ахмедычизм. Лев, Ваир, Йолш, Юциан, Норм. Давно наблюдаю за тобой, очень много правды. Ничего, кроме правды, вообще-то. Дейлер Саламаш, Вольтвик, Дейлер Саламаш, Дейлер Своль, еще. Так, американец. Так, американец. Оказывается, вот о чем у тебя. Я сразу понял, что-то с тобой не то, Дел. Гибнявый, привет, Дел. 15-рублевый. Зайди, американец. Ты же у нас американец, ты у нас смелый парень. Давай, зайди. Зайди, покажи свое личико, да? Лживое личико свое покажи, да? Интересно, как сейчас Чечня Джахару Дудаеву относится. Открыто говорить нельзя, а так все как относились, так же и относятся. Хорошо и с уважением. Так. А сам беседа Березы с Тором завершилась тем,
Да, монахия, или американец, Масагвацко, например, написать донос, за что на тебя донос написать, а? Черт ты галимый, а? Как вы своей тени боитесь, как вы здесь живете, я не понимаю, в этом мире как вы живете. Да, вообще умцах, с таким флагом серьезным, вообще ледерсек, да. Сразу видно гибнявый он, да. Зайди, говорю, поговорим, написать донос. Что ты сделал, чтобы на тебя донос написать? Ну вот, я удивляюсь. Зашел, смеялся сам себе, что-то нес. Написать донос, то. Что мою донос я здесь, аж квитмаш. Ладно. Основная беседа Березы с Тором завершилась тем, что после победы Украины для Березы останется РФ, а для Тора РФ должна исчезнуть. Я склоняюсь к убеждению Тора. А как ты думаешь? Я думаю, конечно, она должна исчезнуть. В том виде, в котором она существует. Террористическая банда ФСБ должна быть осуждена. И все. А если же Россия останется в таком же виде, я гарантирую, я 100% убежден в этом. Вот та гибня, которая сейчас инфильтрируется, Фейкины, Невзоровы и так далее, подвинут всех свободных украинцев. С нами так произошло. Вот я говорю, там, ФСБ, мы военные выиграли, ФСБ проиграли, да? Но надо немножко более раскрыть это все. Так вот, мы их всех не иллюстрировали, мы их всех не убрали. Фашистскую Россию победить мы не могли, мы только могли принудить их к миру. Так вот, они между нами, нас стравливали, нормальных чеченцев, которые не работают на них, потому что нас травить им легче, потому что они работают для этого. А их агентура, она всегда, даже если она друг друга ненавидит, она объединялась. Вот и все. Вот как все это было, да? Поэтому, если же Россия не будет побеждена военным путем, поставлена на колени, фашистская Россия не будет разделена, все народы не получат свободы, террористическая банда ФСБ не будет осуждена, ФСБ и ГРУ, 100%, с 99% гарантия, эта война через 5 лет, через 10 лет возобновится снова. Снова будут провокации, снова будут убийства, снова будет бардак и непонятно что. Поэтому сейчас, когда сейчас украинские лидеры, они выявлены, военные, политические, другие, третьи, мы их даже особо всех не знаем. Вот кто не работает на гибню, они гибней все выявлены. И их потом методично, одного за одним по ним будут отрабатывать. Кого-то дискредитировать, кого-то покупать, кого-то запугивать, кого-то сажать, кого-то убивать, несчастные случаи и так далее, и так далее, и так далее. Друг с другом стравливать там и так далее, и так далее. Поэтому другого выбора у Украины нет просто. Конечно, будь что будет, там может это не нужно говорить сейчас, озвучивать и так далее. Я говорю свое мнение. Если этого не сделать, то все, то хана. У Пьянковского что-то не сложилось с путинистами, и он стал обыкновенным хейтером. Пьянковский просто маразматик старый. Я бы сказал маразматик, тогда бы это было бы какая-то болезнь какая-то. Нет, он целенаправленный пропагандист. И много раз я его ловил на этой лжи. Да, много раз. А вот одна из его самых ярких вот этой пропаганды лжи, которую он вбрасывает, что силовики обижены на Путина, на Кадырова, за то, что Путин их победу отдал Кадырову. Зафиксировали, да? Силовики, ФСБшники ненавидят Кадырова за то, что Путин их победу в Чечне, над чеченским народом и государством отдал Кадырову. Зафиксировали. Второй же его тезис утверждает о том, что Кадыров, Путин платит Кадырову дань.
Вот просто, чтобы вы понимали, насколько адекватен или он работает, ну, вроде говорит складно, и мысль, и память у него неплохая, он запоминает очень некоторые вещи, детали, обращаешь внимание, что да, человек постоянно что-то читает, занимается этим. Путин платит дань Кадырову, тому самому Кадырову, которому проигравшие русские генералы отдал победу Путин. Короче, вот бред. Как-то так, да. Ассаламу алейкум, ассалам. Когда войнахи вернутся в свои корням и восстановят дерство? Алейкум ассалам. Когда мы не будем просто сидеть, а что-то делать. Мы должны создать гражданское общество. Мы не должны воевать, друзья. Воевать имеется в виду в Чечне воевать. Кто хочет воевать, может поехать сейчас в Украину. Но это должны делать специалисты, я советую. А так всем нам собираться. Сейчас мы должны формировать гражданское общество. Мы отличаемся от украинцев, мы отличаемся от грузин, от всех других. Мы постгеноцидный народ. Мы намного худшем положении. Да, мы это не признаем, мы там такие, все такие, нам пропаганда показывает с большими бородами каких-то кадыровцев, которые служат многовековому убийцу своему народу. Но мы постгеноцидный народ. Мы дезориентированы. У нас очень большие проблемы. Среди нас инфильтрировано как ичкерийское наше представительство, так и религиозное наше представительство, и так от вида кадыровцев инфильтрирована российская агентура. Есть полезные идиоты, которых задействовали. Есть агентура, которая знает, чем они занимаются. И вот мы здесь в Европе создаем гражданское общество. Это задача номер 1. В каждом, где вы находитесь, нужно выходить, не сидеть, что вот кто-то нам восстановит. Никто, юзер, никто нам с тобой, нашу с тобой страну не вернет. Никто нам с тобой не создаст институты власти, никто нам не изберет президента и парламент, никто нам полицию не создаст, и никто не создаст все остальное. Нам нужно все это вместе самим делать. Для этого мы должны начать говорить, обсуждать, выявлять разных там агентов и так далее. Вот я сделал вчера видеообращение. Смотрите, как задело. Просто я сказал, что давайте проведем детектор лжи. Начали мне писать вопросы, если ты заранее говоришь, это уже они не работают. Но это леди мне тоже писал. И другой, да может быть так, я не знаю. Я небольшой специалист вот этой психофизиологической экспертизе, хотя я участвовал как адвокат несколько, и не как адвокат участвовал, как сам инициировал ее. Может быть, сразу вопросы вперед задавать нельзя. Может переиначить эти вопросы, может еще что-то. Но вместо того, чтобы сказать, один Микаэль Мализаев мне написал, что он готов пройти эту. Все. Где Ахмед Закаев? Мне наоборот угрозы пишет. Джамбулат Сулейманов, Ислам Белакиев, где кто там еще претендует на лидерство чеченского народа. Мы должны им об этом заявить. Эти люди нас обманывают. Они из нас, из нашего горя сделают себе бизнес. Они хотят на этом делать себе политическую карьеру, финансовые свои дивиденды зарабатывать. И когда я это говорю, я говорю, давайте сделаем. Я как говорю, я ищу выход из ситуации. Я говорю, давайте что-то сделаем. Вместо того, чтобы рассмотреть это сразу, говорят, нет, это сразу. И начинают меня обвинять в чем-то. Давайте сделаем то. Давай, Бог лашик, хадыль. Все остальное я решу. Я организую все, я все сделаю. Просто заявите, я готов. Я вместе с вами отвечу на все вопросы, которые вы составите. Вы, которые ответите, я сам отвечу на эти вопросы. Давайте сделаем. И я не дам этому так просто лечь, что вот мы заявили и забыли. Нет, я буду вновь и вновь об этом говорить. Каждый человек, который претендует на роль политика, на роль общественного лидера какого-нибудь, лидера общественного мнения, должен отчитываться перед чеченцами. Закаев должен отвлекаться на твои хотелки. Юзер, не на мои хотелки. Эй, ты хабабин висек.
Это чеченскому народу нужно. Кто такой Закаев? Отвлекаться мои хотелки? Или это не мои хотелки? Это хотелки чеченского народа. Ахмед Закаев распускает слухи обо мне, что я там нечист, заслан ФСБшником. А потом, правда, он извинился, сказал, что это не так, что он ошибся, что неправда это. Но слухи-то он распускает, он в лицо это не говорит. В лицо не хватает у него это сказать. А слухи за спиной, он и его окружение, которое напичкано. И может быть он и сам работает. Я хочу задать вопрос Ахмеду Закаеву. Я хочу сам ответить на вопрос. В прямом эфире, чтобы вы видели. Давайте, Бовас. Давайте, все, кто там есть, собираетесь. Кто вы претендуете. Давайте, чеченцы. Вы, чеченцы, есть власть. Мы есть власть. Все, каждый чеченец власть. Мы должны говорить, бак халгатини, тише мабати, эшфшбичли, уж мабуяр нахуй, масально. Бак халгатини, я хочу говорить от имени чеченцев. Кто-то раскрыл рот. Сразу же в этот рот мы должны закинуть, садись на детектор лжи и докажи, что ты не лжец, что ты не ради денег это делаешь, не ради славы это делаешь там. И так далее, и так далее. Ну ладно, слава, пускай он это делает. Ради денег пускай он это делает. Ну, что он не работает на русских. Хотя бы один этот вопрос. Дайте мне ответ. Пока он справляется. Он ничем не справляется, как и ты. Понимаешь? Вы ничем не справляетесь. Вы ничего не делаете. Не надо тут мне сказки рассказывать. Справляется он. Справится, и все. И вот смотрите, что может быть более правильного. Что может быть правильного, если человек хочет, чтобы ему не врали? Вот идея, которую вы и мне предлагали ее, что вот всех нужно проводить. Она в Украине проводилась, это экспертиза, тест этот на детектор лжи и так далее, и так далее. Вот просто объясните мне, чеченцы, и другие, кто меня слышит, что может быть плохого в том, что человек, который претендует в этом сложное время, в эту ложь, в этот обман, претендует на лидерство над нами. Если его попросить, ну давай, мы не доверяем тебе. Кто доверяет Ахмеду Закаеву? Кто доверяет Джамбулату? Кто доверяет мысли ислама? Кто доверяет там Анзору Масхадову? Там, кто им доверяет? Но все везде что-то есть. Ну, есть ко мне тоже. Я считаю, кто ко мне высказывает. Это тот, кто работает на русских. Умышленно или неумышленно. Но так как я не могу доказать, что он работает или нет, я готов пройти этот экзамен. Я готов. Независимый, абсолютно, не мой, ничего как, абсолютно. Я готов. Глок, вот кому тогда довериться? Об этом и речь. Понимаешь? Чтобы мы могли кому-то доверять, давайте начнем идти к тому, чтобы мы нашли среди нас. Не на мне, не на Закаеве, там, на Джамбулате, на Анзорике, там, еще кем-то. Свет клином не сошелся. Да? Мы ничего не сделали для чеченского народа. Мадарэльч, да? Мы не гибли, никто у нас не погиб, никто мы не сделали, ну там у кого-то кто-то может погиб, там Анзорик, например, у него отец погиб, но этот вообще от отца далеко ушел. Поэтому даже если у кого кто погиб, не имеет значения. Мы лично что мы сделали для чеченского народа? Ничего не сделали. По факту, если по сравнению с тем, что делал наш народ и сделали люди, которые понесли колоссальные потери. У кого-то рук нет, у кого-то ног нет, у кого-то 10 членов семьи погибло. Не бомбами нечаянно под осколками попали, а целенаправленно вышли, защищали, один за одним погибали и добивались свободы и независимости. Перед ними мы ничего не сделали по сравнению с ними. Поэтому, если мы что-то говорим, ты хочешь от меня говорить? Давай садись, пожалуйста. Давайте найдем. Я не претендую, что это будет мой эксперт. Просто я в Германии очень доверяю экспертам, потому что немцы очень-очень соблюдают закон. Я не доверяю, если это будет предлагать, например, Ахмед Закаев. Я предлагаю вам любому сделать, потому что я ни одному слову не верю Ахмед Закаев и его окружению.
Потому что я это сам убедился. Его окружение мне вербовало, предлагало работать на русских. И еще много-много вещей я там уже и знаю, и фиксировал, и так далее, и так далее. Что плохого в том, что я готов пройти на детекторе лжи, и я предлагаю всем пройти. И все равно находится, кто-то пишет, а ты это, а кто с тобой пойдет, а ты вопросы так задал, а ты так задал. Ну давайте сядем и обмозгуем, как это сделать так, чтобы мы же хотим прийти к какому-то единому знаменателю. Давайте придем к единому знаменателю. Ху проблеме. Войнох чидат свой, войцахум дагьях чидат свой, войнук и цану и ештат свой. Давайте дьёй, давайте шаг сделаем к этому. Давайте, я готов. Любые вопросы, не касающиеся личности, домашние, семейные, что касается политики, что касается чеченского народа и так далее, и так далее. Вот все, что публичное, я готов на все вопросы. Не на 5, а на 505 вопросов. Пускай какие-то вещи я не хочу даже что говорить, и я это скажу, и вы об этом узнаете. Я согласен. Совайкум, да? Абсолютно. Оцел. Щикопек. Да устуйме вайгум долшватсо. Любой детектор лжи. Любая проверка. Я готов. Готовы ли они? Готовы ли вы все другие, кто мне тут что-то предъявляет, говорит? Что в этом плохого? Я не понимаю, что вы в этом могли найти плохого. Но я знаю, что те люди, которые боятся говорить, садиться на этот детектор лжи, вот эти люди 100%, 1000000%, вот им это не нравится. И они будут все, что угодно говорить. Все, что угодно. Видите что? У тебя обида на что-то? Нет у меня обиды. Какая у меня обида? Я занимаюсь вопросами прав чеченского народа. Какая у меня обида? Я хочу, чтобы не разные аферисты, мошенники, преступники не говорили от имени нашего народа. А если они говорят, то вы должны об этом знать. Я прямо говорю, вот и кого фамилии я назвал, я еще кого вы там захотите, приглашайте. Любого. Я готов со всеми. Со всеми я готов садиться на детектор лжи. Если я задам 5 вопросов, я готов ответить на 505 вопросов касательно вот всего, что я делаю в этом деле. Давайте. Доказательства. Какие тебя, чего ты доказательства? Сидит он. Ажал хоспамит дешу. Доказательства. Он доказательства. Доказательства. Шьяц. Доказательства. Шуюй. Заканю хацат эмлоца хиларью. Кица доказательства цаюшо. Закая цац ханат омца барью. Цанна цат эмлоца хиларью. Кица доказательства цаюшо. Вот если тебе доказательства говорят. Просто чтобы ты понимал. Доказательства. Что хайят архив. Хайят что тишер дац. Киты что? Архив хайят. Шайку айльча. Со кич детектор лжи пройти по Ичкерин России. Вот как когда суха хауй Ичкерин России. Потому что я тебя знаю. И я ревностно наблюдаю за всеми. И ты за мной, я знаю, тоже наблюдаешь. И я за тобой наблюдаю. И штхильди штур. Понимаешь? Вая кундал чина цун и страшный гумду. Вот если говорить, о там туда-сюда. Вая кумдац хадил. Бусал дин дюйца шучо, бусал на душу, о нисную, а душу, дуаш дештик. Хадуль вахойшан, все, в прямом эфире будем проводить. Доказать, дай вайх, ам тиши ты вайх. Цануман ты дюливай. И ати. Ати, истодовля, ати. Ир дотим сум хашу. На крючке швеш, ати еще уж бац. Мне кажется, этот станок детектор лжи загорится с ними пламенем, если вместо их соберешь. Да, не говори, Рустам. Так, давайте еще. У Закаева правительство человек, который сбежал от войны в Москву и призывал назначить импичмент Дудаеву. А сегодня его Закаев включил в состав своего правительства и Туэрдатской цадича. Там очень-очень много таких вещей.
Нас вчера осуждает Ингулбаев, судья, его сына Солтыханов и Кадыр и Закаев приводят и ставят. Ну там много, там просто все говорит. Давайте, или же, пожалуйста, мы все это должны говорить. Ночи, если это я говорю, я, получается, какой-то человек, который там, вот они пишут, ты на что-то обижен. Тани обиженный хельвишу, я тани ахчдиш хельвишу, я та проблем я этот хельвишу. А хай оман сагат деш хелер, хай хуман бел хелер, хай хуман тахин уэлер, хай вино 300 тысяч, жоп дилар, из мотивации гуш и хельвишу альцахит кнаган. Обязательно тани юрос, да это сам юрос. Сун инах, пока я не приехал в эту Европу, я этих людей никого не знал, впритык, в упор я их не видел, не знал. Закаева я вообще не доверял абсолютно. Просто я познакомился. Здесь все, кого я здесь знаю, я познакомился. Я познакомился с Хусейном и поверил Хусейну, что этот человек там, он порядочный и так далее. Если он окажется предателем, что на этом с ним разберется. Хусейн мне сказал, если он окажется предателем, я говорю, и про него говорят, что он предатель. Если он окажется предателем, мы с ним разберемся. Мне его человек из его правительства, так называемого, его театральной труппы, предлагал работать. Все, какие вопросы? Работать на русскую разведку мне предлагал. Следить против украинцев работать. Вот я все написал, заявление и так далее, и так далее. Вот мне интересно знать, давайте выяснять. Не надо это оставлять. Мы же не доверяем друг другу, мы говорим, доверия у нас нету, барт на нашем законе. Конституция 92 года, Конституция 97 года, меня устраивает. Закон у нас есть, это не проблема. А чтобы вернулся доверие тишам, пожалуйста, давайте садиться на детектор, давайте добиваться этого расположения. Цулди кумуду. Это не стопроцентная гарантия, там может быть ошибки могут быть, но 95% это очень хорошо показывает. Сорезук, я сам могу пройти этот тест, просто будет выглядеть очень глупо. Я предложил, никто не идет, я пошел сел. Один, кого я назвал, вот 3-4 фамилии, Цахаул, я с вами вместе сяду и вместе проведем этот тест. Вам шавигвич баду. Давайте, покажите, насколько вы честны, насколько вы заботитесь. Там, мох не обитер мабет. Битан балараши нек. Битараши нек. Шо делан зилмаш дуашев. Валлахи, биллахи, таллахи. Вайдалас дин диса. Преступление, оман духали мелинчу, жвап дал дизер мадушун. Цакадирову, жвап дал, шу дюсер дубов. Валлахи, биллахи, бакмадачу. Никогда в жизни ому дютердолш почахлу, дютердолш умадачу. От ие, валлахи шун чорез доч, аж дукам душун. Просто дезорганизованный, галдякный, после геноцида, гелдель, келдисан, ханахтиш дишаться уж, дисан аш, да шун вайкам. Так не будет, так не будет. Я знаю, почему Хусейн Ибрагимова не слышно, где они. У них есть канал Чеченская демократическая партия, Руслан. Они там проводят стримы, там общаются. Можно зайти всегда послушать. Аслан бабуинш цакиет он аборчина нервничать мадия. Да нервничать дерется, да саш. Бабуинш, бая. Чеченцы наймут самых крутых специалистов по выявлению обмана со всей их аппаратурой. Проведем иллюстрацию между собой. Никто не улизнет. Вот, Хамзат, ну вот это нам и нужно сделать. Так-то ты прав, Стан. Должна пройти детектор. Слишком много подозрительных людей, которые втерлись в доверие. Выход есть ночи. Если мы хотим прийти к какому-то знаменателю, если мы хотим прийти к какому-то единому решению,
люди, которые изображают из себя там, мы там какая-то партия мы создали. Потом вчера они ваххабисты, вчера они там волк им нельзя на гербе, вчера это им нельзя. Потом другие люди там изображают из себя каких-то там правительства. Я вижу, я это все знаю. Лучше меня есть люди, которые это знают. Но я, который в это влез, и уже много лет, я 24 часа занимаюсь этими делами, нашими делами. Поэтому я много чего разобрался. Много чего я еще и не сказал вам. А настанет время, я и все это скажу. И на суде скажу. И еще много что будет. Да, это разное. И есть много людей, и мы дезорганизованы. Мы сейчас находимся на пороге больших глобальных изменений. И сейчас здесь, на берегу, пока мы еще не вернулись в Чечню, мы должны здесь поставить точку. Понимаете? Мы должны сейчас, не должны люди какие-то, которые замешаны в коррупции, каких-то там пророссийских делах, в каком-то бреде замешаны. И когда ты задаешь вопрос, они делают вид, что это их не касается. Мне человек сел в машину, и 3 часа я вез к Саидамину Ибрагимову. Это факт, который вы все знаете. Я об этом писал, говорил, заявление в полицию написал. Который Саидамин Ибрагимов приехал, и мы ехали уже обратно. Он мне говорит, работать на русских. Понимаете? Работать на русских, человек, который является из правительства Ахмеда Закаева, работать мне на русских. Ну ладно, левый затесался, там 3-е, 10-е. Ну, там ведь потом целые события разворачиваются. Понимаете? Саидамин Ибрагимов начинает его прикрывать. Докудаев Ахмед из Берлина тоже его начинает прикрывать. Там целая система разворачивается. Против меня начинается грязь литься, что я ФСБ, что я этот, что я враг чеченского народа и так далее. Ни один этот, который мне предложил. Тьёк системью. Понимаете? Именно, я же не просто так это все говорю, делаю, отходил от Закаева, я же много что взвешивал, смотрел, делал. Нет доверия. Потом начинается раскрутка какого-то там Янгулбаевского, вот ада тут этого канала. Сына, который нас судили. Потом начинается граф Турлов, Ихван Гириханов, который был раньше председателем Конституционного суда, потом всю жизнь проработал в России, получил граф, какой-то русский титул графства, и так далее, и так далее. Он и с ними там общается. Потом вот этот Алимпаш Салтыханов из той же оперы, который напропалую лжет, мне он лично лгал, без зазрения совести. Бэшсагу, Карночи, правительство, представитель, айдол, туда-сюда. Врать это вообще у них за милую душу. Они вам клянутся, на Коранах будут клясться. И там вот, я бы даже сказал, через одного, если там не каждый 9 из 10. Иш до тебя хал. Люди закладут флаг Кадырова в Вене. Они уходят в какой-то там комитет, какой-то там у них там какая-то там группа. Флаг Кадырова, как чеченский, кладут в музей. Понимаете? Музей. Чеченский музей, кадырский флаг, как чеченский. И эти люди рядом с Ахмедом Закаевым. И вот все, что связано с Ахмедом Закаевым, именно таким образом высвечивается. Про самого Ахмеда Закаева очень много тоже есть. Поэтому я призываю чеченцев еще раз, давайте посадим всех на детектор лжи. Посадите любого, кто претендует от нашего имени говорить, заявлять что-то от нас. Давайте посадим на детектор лжи. Меня посадим. Любого, кто претендует что-то говорит, посадим на детектор лжи. Проверим. Тут говорят, что вот там детектор лжи ошибается, там 3-е, 10-е. Знаете, детектор лжи, он ошибается. Это правда. Но он ошибается иногда в некоторых вопросах. Потому что если детектор лжи применить в судах, почему он в судах не используется? Если его применить в судах, то это может уже пойти таким
механическим таким отбором, что можно уже людей сажать, уже эксперт может быть, уже не суд будет решать, а эксперт будет решать. Понимаете? Потом там еще много моментов. Есть некоторые там чиновники, которые бы не хотели бы, чтобы детектор лжи принимался бы. Потому что его могут тоже посадить на законодательном уровне, чтобы детектор лжи был обязательным. Понимаете? Вот если вот эта система, не работала бы, ее бы не использовали бы при приеме в американскую полицию, при приеме в американские спецслужбы, на госучреждения, государственные службы. Этого не использовалось бы. Понимаете? Поэтому то, что она не используется в судах, это не значит, что это не работает. Там это так не работает. Работает это. Работает. 95%, 90 там с чем-то процентов, это показывает, человек врет или нет. Зависит от специалиста, зависит от того, кого испытуемый. Потому что если мы испытываем преступника, он может быть испуган быть, он может быть психически нездоров, еще там волнение, разный момент. А тут люди публичные, открыто говорят. Ну давайте проверим, брали вы у русских деньги или нет. Работаете вы на Россию, на русских или нет. Сделали вы что-нибудь во вред чеченскому государству или нет. Давайте вот простые 3, 4, 5 вопросов зададим. Публично. Я выношу это на обзор, так как я стал публичным человеком в силу сложившихся обстоятельств. И меня обвиняют те же вокруг Ахмеда Закаева, там вот эти все люди. Вы обвиняете меня. Хорошо. И вы говорите, что я там на русских работаю, меня прислали там и так далее. Я не знаю, какой идиот в это поверит, ну, видимо, вам в это верят. Давайте я готов тогда пройти на детекторе лжи вместе с вами, со всеми. Хадыль, если вы искренни, если вы честны в своих побуждениях, давайте сядем. Лучше сейчас современная технология, специальные есть такие перчатки на руки одеваются. Просто раньше такие одевались. Они измеряют пульс, зрачки, камеры в глаза смотрят. Есть очень современные технологии. Очень-очень современные. Понимаете? Давайте. Но они не придут, я знаю. Они не придут. Не придут. А сеть табошек, сумхашуниш в работе. Если они придут, азбех мобил эльду. Но я знаю, что я не верю этим людям. Я не верю, что они работают во благо чеченского народа. Без детектора, без ничего я это могу уверенно сейчас сказать. Потому что я достаточно взрослый и достаточно проницательный человек, чтобы разбираться в людях. Да, я доверяю людям. Они меня называли доверчивый, там, дурачок, так далее и так далее. Но если я им доверял, я просто посчитал их людей, которые они не являются. И все. Вот вся моя вина. Но как только я человеку не доверяю, поверьте, я очень неплохо разбираюсь. Относительно неплохо, без всяких разных преувеличений. Давайте. Не придут, леди, не придут. Я знаю, не придут. Тогда, если они не придут, мы, чеченский народ, мы все, я готов пройти. Хитса ашурхала, оранти адуйба асоки чушут. Но оранти адуйба татболчан, ценю о проблеме оти хасу. Поэтому давайте детектор лжи. И на Коране я готов, и на детекторе. Каждый вопрос, который мне зададут, касательно моей публичной деятельности, я готов на него ответить. Каждый. Если, и мы должны потребовать, хаусиш, кто вы такие за нас говорить? Кто вы такие собирать всю КГБшную старую советскую номенклатуру вокруг себя? Шу дамильшду алиш просто. Шу нохчик омир ичкери халарк, амел да шу дамильшду. Кто вы такие? Вы хозяева Ичкерии. Вы кто вы такие? Чтобы вы собирали себе Янгулбаевых, Кутаевых,
Почему какие-то там создаются группы, что-то там люди, которые заявляют, что они от имени народа, и не спрашивают даже у нас. И Кадырова, мавай, Кирадин, Дайан, Риалдин, Келадитан, Мацдин, Иштихаин, вай, Раскш. Ой, Угар Бубошбал, Онри, Бай Абаян. Тюрьма Абахкан, Кидин, Важадин, Махкарбан. Хорш, вай, Иштихошин, Бац, нет, они наша обслуга. Как если я слуга народа, обслуга Бога, политик, халмахит, но человек, которого мы нанимаем, сун зарплат лушдать, и сун зарплат луша, му дать закай, спошен зарплат лушдать, сун дать, сон аверуевати, муэттер мадуарт амтяу, закай, амтяу, муэт амтир, вода мамеда закай, сосан, квексан, водовет, кус ашмау, амтяу, закай. Зарплат луга от ичкери, от имени гранд шаиеш, нагир ахшна шаидеш, ашбол наха зарплата абу. Если он от имени говорит. Понимаете? Вот что нам нужно добиться. Если мы хотим реально разобраться. Войцен наш дюйцас, войнюхай разный наш бухи-бухи-бухи-бу. Та проблема. Хотим разобраться? Давайте. Современный мир. Украина проводила эти детекторы лжи, мы видели, они брали на работу. Мы видели, как это в Америке происходит. А я вас уверяю, если это было бы неэффективно, в Америке это не прижилось бы и не работало бы. Потому что очень практичная нация американцы. Очень. Начиная от джинс, заканчивая всем остальным. Сундельно, если мы что-то хотим, давайте уахаушвай. Не надо все вопросы там, ах, члечдени, целечдени, ах, члечдени хирбу. Я иногда очень грубо некоторые вещи говорил, и сейчас, может быть, это грубо говорю, но мне уже достало, меня уже просто вот здесь это все сидит, понимаете? Если мы о чем-то заявляем, если мы о чем-то говорим, там, ашлачини, ашдини, туда-сюда, ну, например, я занимаюсь там финансами, финансирую, домой отправляю, 3, 10. Я просто думал над этим, меня никто к этому не подбил, я просто... За коррупцию. Для меня коррупционер это оккупант. На войне коррупционер это двойной оккупант. Ну и это очень опасный человек. Но я подумал над этим всем и пришел к выводу, что если я, например, занимаюсь деньгами, и вот в этот момент я пристально под наблюдением российских спецслужб нахожусь, потому что они первые начинают охотиться за тем, кто занимается финансовыми вопросами, финансовые вопросы. И у меня дома родственники, и у меня свои проблемы и так далее. Если я оттуда что-то взял, я не должен этого человека винить. Это чуть-чуть другая ситуация. Одно дело, если я все забрал, строю себе дома, ничего не отдаю, все себе хапаю, там туда-сюда. У меня есть родственники, меня кто-то просит, у меня там это, у меня то. Дукугум хульцига. Цунделя астханина бехца бильшун. Валлахи биллахи цабилк. Я сатханин бех бил метаг маба. Но шадег лачини, шадег, извините, шадег дагушула, сопротивление юрешу. И ахчен сопротивление во юри нашун хенахе. И инца дюч дачунис. Ну ишт хильдушуне. Ну ладно, оставим это. Оставим финансовую сторону вопроса. Просто 2-3 вопроса. Сотрудничаете вы с российскими спецслужбами? Сотрудничали ли вы с российскими спецслужбами? Наносили вы вред безопасности Чеченской Республики Ичкерия? Вот это ответьте мне. Вот и все. Вот и все. Вот давайте начать с этого. И это мы можем попросить. Это же ничего не сложно, правильно? Ничего не сложно. Халумама дать. Сунам цагит хал вог швочул саган сун, например, цаграм халдацк. Санам эти детектор это вахян лиц. Я сел дуст шадега. А сун цагельш. Санин хельца диск. Например, эти вопросы я не буду какие-нибудь там, можно сказать. Я эти вопросы обсуждать не буду, эти буду. Меня устраивают 3 вопроса. Работаете вы на русских? Работали вы на русских? Вредили вы чеченскому государству? Умышленно. Не случайно там где-то там вы ошиблись, там принимали решение неправильно, еще что-то. И цадуйцой.
Посмотрите, как у ФБР ЦРУ. У них не менее 50 вопросов. Пускай будет 50, пускай будет 5, пускай будет 10. Не имеет значения. Аслан, ты честный человек, искренний человек. Ты должен быть в политике, за тебя будут голосовать. Ой, мама родная, целая система таких, как ты, мало мы уважаем, тебя ценим, любим. Адам, ДРС, Хойлон. Я не буду в политике, я не собираюсь там быть. Это не мое. Но я хочу наше гражданское общество. Я буду частью нашего общества, я никуда не денусь. Волос, Судин, я буду правозащитой заниматься, я буду юридической стороной вопроса заниматься. Политика это не мое, я не знаю. Но я хочу, чтобы если люди представляются от имени нас, Туамбеш, дуй тухарда датчу туамбеш. Туамбеш беш белер багар челюш чай ехкалуш. Межинш ваюс белабел табойлер иш. Бэц. Аш гейзери ю бош иш. Иш на бюхум шу бош. Иш боиш беш. Саваша бош. Иш табойла. Иш нету. Туамбеш беш. Сейчас сидят и хотят сейчас нас, хотят старое советское КГБ, нас хотят туда вернуть. Понимаете? И все, что вы видите, что Джамбулат, так вот, с этим же, и Закаев, вот они между собой изображают какую-то политическую деятельность. Где политики? Сун халгарам, мадит суная фамил. Турпал нохчих онли, дабойл хилболнах, хонюк и наш гаскшент и болбе шу альчхена, и хом хасда цадиз. Интерес киет цаиз цугуман. حونيوغير سجوس يغاسخشن تبوا بيبو يهم خاصة حاج تسويز نوش قوم توربا حلوش они был баться цинц. Сюекца Бог, как будто это не ему говорят. Это не касается. Иш хабахкич хоран аппарат езарю каждый чуа. Я гурмаю. От чеченского детектора лжи им не уйти. Вот тот, кто не проходит детектор лжи, мы должны найти какую-то комиссию, да, из уважаемых людей. Пускай это будет не юристы, не журналисты. Вот эти 2, 3, 5 человек говорят, все, мы будем комиссией. Они пускай находят эксперта, который в интернет открыл, любой первый открыл. Первый там реклама, это платно все это делается. Посмотрел опыт работы у них, они сами определят. Комиссия пускай будет. Вызывают, хавал омехтик. Вахал. Аночек ома халар камел дагер чуй у. Ваха азмехтик. Вот тебе 5 вопросов, вот тебе 10, 3 вопроса, 1 вопрос. Давай. Вот и все. Какие вопросы? Я не понимаю просто. А знаю, если эти люди были бы чисты, наше дело не было бы таким. Именно они виноваты в страдании народа. И даже здесь 20 лет молча сидели Дик Сискалюш. Абсолютно верно, леди. Когда я понял, что здесь происходит в Европе, когда я сюда приехал, там на марш там с Айтамином Ибрагимовым ходил, там Закаева топил, там за него там впрягался, там говорил, а потом раз, и мне глаза открылись. Глаза открылись, когда тебе говорят, Раскшан ты болба биза. Так, я подумал, я Аллах дель, хинца мацут хинга бисан нах бацерой. Цугена окнарах тиша тиш, цуца инчан, могу я мартлую, кона ешек. Эти люди не имеют права вообще в нашем обществе вообще говорить о чем-либо, о политике, о каких-то делах. Не то, что они нас представляют там и так далее. Они не имеют права вообще говорить. Понимаете? Потому что они уничтожили наше сопротивление. Они пособники уничтожения. Пособники. И если они не прекращают свою деятельность, они продолжают это делать. И вы видите, почему вокруг Ахмеда Закаева Кутаевы, Янгулбаевы, графы Турловы там, и другие третьи, Сунчул Дикбойзиш. Просто объяснить, да, сон, цаха, тиц хави ан цаёй сунар, кухня, что политик шиваш, что тем лоиш, я без хиллаваш хуза. А лишь просто сун цахак. И вейц андаллце вейк амхирдац. Понимаете себя? Вейк ам Бога, вейк ам ду.
Гарча дауэ это гражданское общество, и гражданское общество хиряц. Китиш современно, китам больше, вот ада грячтала. Вайн халва лага вай тишхил дишту. Ценхил вишу. Пускай он будет не политик, пускай он будет не журналист, пускай он будет не юрист, но из-за ценхил вишу первое, что должно быть. Он должен быть целиком не продажным, не покупным и так далее. Да, хорошо, он должен быть и грамотным, он должен быстро принимать решения, он должен ориентироваться в международной политике, юридических аспектах и много-много духом вещь. Дудая уходит визак мадарач. Дудая вот сами маваца, Дудая вингванда куартуаш мабар, супер мозг нашел, которые его помогали ему, его советовали. Ща варис мощный. Понимаете? А мы не можем понять, кто у нас здесь, какие-то каналы открываются, кто-то за Кадырова топит, кто-то против Кадырова топит. ФСБ цхахагешат само. Вай угар дюшел, вай дайано ФСБ хагешат, шун цханина Игорь Кочнев, Игорь Хостиков, главарь банды ФСБ по Чеченской Республике, уич хазахези цхаму багаок, шхезишут. Цахеза. Шун Путин Патрушевич, нага Путин хавардоцек. Хези цахеза. Угаруе палачеш Патрушеви, Игорь Хостикови, Цулхалхель, главарь банды УФСБ по Чеченской Республике. Иш цаш бачу, но иш. Главный наш был. Цель кюгол на дюльчду шедега. Хези цахеза. Хези, вот давайте разбираться. Василий Дадагар. وای پلیس وسان قیورو پر اوگر وای دوینل دیگ ده واقع بیست خلا ایشویز قی خلا ایشویز دونیوز گلاد تکی پلیس وسان الحق وزن وای اوگر دومت دیش وای قیت بینی عریش ناچی بیش واقع بیش وای دو کراتیش وای دو خباشیش وای بو سوفیش وای بو وای تعوما وای پچاقه واقعش وای دیگر دو الوایش تاریا وای بینی عری خیر مبر Цаума дочь, как будто этого не было. Пхиэзер вина Бог. Пхиэзер. Представить, даешь пхиэзер вина Бог. Вайлеешь просто. Эй, шу нануай, ижери, вежери, дай, шубеешь, мадуй, даешь. Кан лам вай чурдаш табигар, мабуиш. Самяч кантук. Самяч арцуев. Фамилиёш. Мяч кантук. Венир, чемпион по боксу. Бери чокачу. والله تيخاوين والله سيريا جو дакало визо, томба биза. Все, нету человека. Давалан велла. Все, давалан тига. А вигнаги милу. Имарат Кавказ возглавлять его швола. Лапота чо. Белш хилол. Тига хилол и малыши милу. Магомед Ибрагимову, Ибрагим Магомедову и царасу Хантуан Чуэльна, который на суде говорит, что он является связным, его является Ислам Кадыров. Судья Бовцуэйс. Под судьязин Хусейн Исханови, Ибраим Никархов и Хезек. И Марат Кавказю из Хейнахе. Так. تخسقه سون تخوا الباحتزم سون شاوي قوسا سون جواب حلوردو سون وين جواب تاري حلوردو تيرديني ناني جواب حلوردو دعوي قاسق سيريا دقيقا где правительство, где это были Джамбулату, Ичкери, Юца партии, Юца движение, Бош, а шел Тумсову партию, движение, ошон шавега дагмау, селам ахойшан, вахабизми, трошу дать, бусал динац энду, бусал наду, тро аде шариат, би мекш дать бош, хамилди, ин демокрач, бу партия, шу туда-сюда бош. Уай хиц на берегу, арукасца, дой, уай цадах чхайна, откуда безер хирю. Куза коли еще гражданское общество, куза коли еще переходное, временное, эйдалта. Уайца хачелс. Но из ценгель дишту. Ты еще байни хасун, гелбели хасун, кукш дочь, тюрьма и коляска на что, гелбел, элбисни хасун. Все я это знаю. Но ничего не изменится, да. Постгеноцидный до самого и дюч ашек сун маха цан масарел дик маха суне масан сунна маха суне
ой гылды келдисни махасу ну вахойшан танеq амиешдеш кивам ватс ой мегар усуна мегар ватс о и хегдол qadoriqta digdu дайтиqa ну со велчулт аби идойрам датиqa цар хегдол ацвай qoma хегдол qitani numацалуш мегарду ал шутот итoi шадол нохчиqam со винчулт аби harбак сочац шут ацуман соцабек цуман сот ицаток цуман قيوما داتا بيخ مبيلش تا قميل در إيش در سوير قميل در خوب شوات يسا تا نيرويات يسا تا شون حلا حق دول شوات سرديد يتا زسلوغايات سا نوشي قومن حلا والله يات قس واخيا هيتسر قون حلا هرديتسر سيدوغ لزم بقص شو سن والسو نوشي والدي سو تحنينا سو لقر خوات تويش وات شون قا ويش جانا قوشوا تسخيرت تو غيرت سو تحنينا تاهم ديش وات نات إرش قوش ديج نو سو شو سن سورك بيات شوقاش وق أنوير سيقوسو سي زلاديو سي إيموتسيوش نو سو تحنينا لقر خياتي يشو سيل تا لغر خياتي متسبو يا تا بوليتيك تسيز يا أخجت سديز هرهم سيقر دعدل سي بولغا ويش شو وش ويغر وش ورقسو دخابه شاوك سنة دوي دخابك سنة Кстати, Ванюк и Нах, которые агитировали наших поехать в Сирию, агитаторщики, за каждого, кого они отправили в Сирию, получили 5000 евро. Да, такая информация тоже гуляла. Гуляла такая информация. Это тоже было такое. Ахкинс, иша был нахин стаган вайн хагуш пеша. Селган вай Сирии, да, давайтан вай дойит. Инс Кавказ центрю. Кавказ центр. Со да иман Кавказ центр юшхилу. Удуга убоцут и ялячик. Там операция Танбо, Яхить, Танбо, Хидинабо, Вождинабо. Пожалуйста, Лерлола, если человек занимается информационно, все и так далее. И лично, и Кавказ-центр, аз ешаню, как Муждабаев, уичхайзак у нас, московский комсомолец. И московский комсомолец еще раз, новая газета еще раз, и Кавказ-центр еще раз. Дик сайта ю дуку полезной информации, ю иза дуважа. Ночи ом дуабобеш и яц и сайт. Хунд альча, цу Сирия и туам болшхена. Вой ночи чуа и сопротивление йолшхена. Церы да именно и радикальный. Вой шариат, вой имарат, вой это, вой бош. Дюйцер, Сирия вой ночи да йоречхена, соц олшбайцер. Сирия цюн ваш молади удугой, ваш Сирия ван тига хизер. Вой худа да дуэлгар алиш цу Сирия. Я понимаю, молади удугау, первый туам булу, второй туам булу, шола туам булу шхена, вой комбайнч ца уиш, вой комбайнч ебо, вой в 21 веке первый нападем на кафиров бягага, пластические операции это динуи. Азлица бог, вой России духал, вой лерлу, дат, понятно было, дин дуни духал далируй. Я даже за то, чтобы было аслам масхада вехкан, куз Европе. Хавош, ваца, муж бихка, хавяхка, спасти вин, все, президенту, будем ждать лучших времен, от айтвой. Уахила. Ну, иш, он и бар, я и бар, они не пошли бы на это. Просто, как я за то, чтобы удуговца валит, шавик закаевца валит, шабеш хабахтут. Хаве не его, кафиршан, цейни, а 21 века, нападение, а в обратном, нападение майния, Сирия мабагайта, мадия его дальше и хабаш мадийца, мои пропаганд, маиядиха адам, соиу инак цу, соук и цу Кавказ центр, ладуешь инак шадек хиллага. Как это тогда возможно? Объясните мне. Вай хам мадуер, вай консадич, вай хан сагат тадиз, мы 20 лет находимся в Европе. Вай куза колел уже гражданское общество хилищу. Я свое гражданское общество. Цатобно щу непонятно, воуша тиш бат, ца имарат кавкаши, ца ичкерещи, высши, кадыровчи, мудыровчи. И вот это все у нас здесь полный бардак.
حتى политик يقوى депутат يغير او يبيخومي هنا هذا نجيو بوكسير بوكسيش تاعي او يبيخومي هنا هذا نجيو خيرت مكشدات تاع قيتش ناخذ او يبيخومي هنا هذا مكشدات كنت تاع политик адвокат юрист был а кафирский هنا هذا نجيو вы что с ума сошли что ли люди мич далее что вы حدهم ديتور حكافر وحديلا وديلا حديلا شو إقاميلش ديشو يشو клинический идиот شو يشو ديلا ديلا إيشتم دو ويا قصد ديش دو ويا قصد مودة ديش دو that's там نيتسا حوالي ديتكتور تي واخا هنا تخوش ардит мекш даться детектор был что هم просто чтобы не получилось поболтали забыли ой цену ишдуй давайте ёй цену болтаться деш изи цену тон барт бизи тон машу изи машу изи цену давайте делать какие вопросы давайте делать, а не просто там сидеть, заниматься болтовней. Так, давайте ауси швея, куча дукуна, буюки эзершк хаусербу. انت например ازدويتش هما جا غاسقي ما طلعيرسا نوختش ما توالدل دالش نوختش ما تدعو اسر ويومش دو نا دوزه تديز تدويش دي كدر انت حال канал ده او канал ده ازر شي ازر خو ازر ادم حج فيديوش ازدويتش дега تاجم ойлей шума ду تاجم قيتوي шума ду просто ума дат ну цуюк ира ну цаши خو процент агент шоли терхой дат ой мостри агент китавек ойле шок цаши уман белбега цажим думат де швега нагма дуйвай ду эзерсек уйшват ши хо ви эзер Россия магини очак канал дат ой васанаж бердеш затыкат деш так агенту альшна сун сейн лично хак сейн самусак агенту альшна всё имел чоценвала сун уже цудыктя уже ца дискуссионе сун хамацра эмилу там просто вуэл уже сун уже дискус так иш бол буцер беш канал запрещать до России массана бег вот дюцерду ну я никакой роли не играю сових социаль бегва социаль хуасва хилаха нет вы амма дуй дадагдиштек вы я кейсию просто как юридически объяснить душу. В кейсе, вот у нас документы. У нас есть государство. Как страховой полис есть. Страховки на аварии наш машина. Все, шун хадалди, $1 триллион аш душун. И какой-то аферист хаори, асирю, хайт асардиду, асваждиду боша, цу страховой компании ца якичаца, бехта беша, $1 триллион. Хацадали треча. Цуюк ишин хумшлеш дилшу. А хоть сауит цуюхи, цу страховой компании, я судить чуцело айс. Потому что суди хочу че страховой компании, но суд халла даватен ца он будет уворбош. Так он целя он хайн будет уворбош. Цунде хо судить цуюч пока хишуко. Аш та аферистик дало цу аферисту и чего гитик. Ну чего чена тига шо вино 300 тысяч евро. Шо хадалди что $1 триллион цахия до شو будущий, شو бери будущий صحيح يو قيت شو أقوى هما دوتش سن نا ألمازر نا بريليانتخ هقل هقدل دنيا نشوفلش إزمنينيو سوبر إزمنينيو دنيا نشوفلش قيت شو تا إناخا أشبوي إيه شاش إيشكيري دوي تخوش دوي دات ну дубореш бегарду хадул детектор ты хоуши так представлять до все детектор ты хиян ша проверить волл цвега в политиках кидош алишоч ты дах дизвой камел
Давайте. Не буду, я у тебя архив шайвельчем, хуар дуайн. Хал советский КГБ انت بول حبينا ФСБ انت بول حبينا гушхир дуайн. А пока архив шайвельца, давайте пройдем на детекторе лжи. Все. Любой دوش ألو شوي أول ولي детекторах чек حوالي أمتك واخال وهو رمى عدو حملو دوايته إيش بيوقع ده إيش بيوقع ده Шарики будут вычислены полиграфычем. Да. Мегерду. Юва бос делашер стрим яхила сай марадолша тахкашта. Сер али ушт али суно. Интир дол. Суатаннина васер яшчвац. Соцанница сохарум дишвац. Просто доказать, да? Сокуюк и давирушун. Просто чтобы вы знали, чтобы, значит, ваига де шварцун цаалита. Дикуду царсюки бош, хаиш, хаги бош, ихилер. Сун дальше сун чо отхирду. Потому что я не хочу ответственности, я не хочу ошибаться, не хочу не принимать правильные решения. Сундела, вы бу, молодой наш бу, дик наш бу, юари бу, кенти бу, хаз бу, кыш бу, хекалдолш бу, мечхуш бу. Сундела, давайте организовываться, давайте детектор лжи, создавать гражданское общество. Факшадек хоштушон, например, американш ол, англичанш ол, они смотрят. Таган и закаев топитнин за него, такая о убош, вальнак, сосук, су цахар, соца дагерчвар. Хитишу, я хотел как-то помочь. Су саму объясниться, диринц ас шуну мадар, вахианц эршиош, под свой страх и риск, на свою ответственность. Вецер, قيلة عموتا أولر إيش دعون هر دعون أولر إيش يو تسمعت عسوتر إنزو تسندل دوائتي организовывайтесь давайте детектор тут и дадут ловой детектор лжи все кто говорит от имени чеченского народа садятся создается комиссия из 5-6 человек из Европы а вы между границ или комиссия, которая 3 человека, биоац, цактуэшу, сохтиша, сохтуэшу, ас просто открыто, публично, что халга, YouTube чувалой, и Google чудалой. И комиссии, вот, шадега сложно мадуй, тишем, вот, цемеги. Я могу сейчас хаусал, охоз YouTube чаусал. Вот, хаусал. Детектор лжи. Не сядешь выше. Экспертиза Германии. Давайте цена. Штук шо? Все. Полиграф. Проверка на полиграфе. Цены услуги. Детектив.ком. Любой на хаусал? Чудо, хауск. Прямой. Любой первый иногда рекламу гушон. Сауатчунис, сауатчунис. Все чувал. Вот 100 евро здесь сбор информации, интересующего вас человека. Детектор лжи Германии. Отмечаю. Детектив, агентство Германии. Германия, Нюрнберге, Аюар. Смотрите. Любой нагишон. Комиссия вишон. Лей, аула метик. Далой, оплатить дошон. Вот смотрите, детектор лжи. Что, оплатить душот? Я готов. Моя правозащитная организация, сега, ждуй, дайте Бог, дачуны, если нужно, вайга шоттю, сров шоттерон. Любой нак чуволк, любой нак, давай ляй, вот смотри, с гиркшон, да, YouTube ча болчан, гиркар, TikTok ча болчан, цегиня.
Заходим, делаем экспертизу. Давай, он ле, что убояться, давай эксперт того это. Ну, аршам русскоязычный наш порой говорит наш. Русскоязычный наш цахулитвой, немцу хулитвой. Чисто немцы, потому что цанна эскимот бич, но тишь мы говорят. В нашем деле. Как вам идея? Давайте работать над этим. Ну, давайте выявлять. Так. Агент Мелухор дует. Я, может, Мелухор. А где гарантии после он не испортится? Гарантии яц он дала. Не хуа яц гарантии, яц аннага яц. Испортится, не испортится. Это уже другой вопрос. Главное, что сейчас он не работает на русских, и он сейчас не получает от них указания, деньги и так далее. И никогда он не работал на них. Все. Кигума мадать свой бог. Руслан, кигум дуай бог. Почему я навел? Мы навели. Давайте. Лучший. Созавук любое время. Не зря говорят, КРА, если что, у нас есть запасной вариант ЗК, и КРА опять будет рулить, поэтому они домой ездят без проблем. Народ уже поумнел, не пройдет. В таком случае, если единственное их спасение это игнорировать твой призыв. Хамза, тогда в таком случае вы должны писать им везде, говорить об этом. Сунты дилан аждича, да, аслан, ходикан тому, вот, аслан, как же ты правильно говоришь, тадолш дацер. Тадолш дацер. Нужно же дальше, ну, я дальше буду, аслан, далилер дуэс лилештек. Айс эрбахка, некама, садал халц, сашуца яц договор, садельцу договор, садал халас, са нигат, са цена долш, садал тачеквиру, дал мула, суэл мелло. Давайте работать, давайте заниматься этим вопросом, доносить до них, доносить до них. Вот как-то так, друзья, как-то так. Тана, ой, харум дютк, октя, дютерам дәтсіз. Хуна зулам хирду енах. Эра бойла Кадирован خلق بير بو كديرو مشاه لك الغر ولا باز امريكان شتو كويرواتي ولا نو تانا операциин там удугаусан далечен қилечен ахчахил ши таун дих дуцу допустим да иш вариант юга вандабеш бой арбу просто минтиш бой арбу церчу зудри беш дой арду хундой арду хайшун цер дой дел цер не сити кидан дел цер сити кидар бу поинха маха ихирдуй. А мы должны это сделать грамотно. Ой, амдала. В противном случае йох бардак решокуна. Ой, без разбору, цазудри беш, бю, дюнян гарга, харшайл бюгал, харшайл ишта, хит цанделавай террорист бочаря. Хит ван террорист бага, шаш террорист буягит, дина берт гурбушун. Уже берт багаж, невзоровин гражданство, лучшие Гудкови, Пономарёви, унядин гушма дуйван, шадега, Ходорковский, Навальный, Авальный, унядин шибош. Куда угрду хауэйн, вэй интерес, халайо, хитя уэля еще. Мы сейчас должны сформировать свое гражданское общество. Мы должны, от нас должны люди представлять. Закая хули, чехули детектора, пожалуйста, вахал детектор, и все, чехуэлло. Кинагуй, пожалуйста. Хауэл уаха, любойнак хауэле уахай, сокичу, румнада. Пожалуйста, проходите детектор же, какие вопросы? Кафуиро, ишта лешер, иста. Дейро, иш волер мадеци, царь бой амбол, нахи, духу курбухтига. İşte aldık şunu, öceli. Şunu.
Шайн Гитаг Ал, Шайн Гитаг Ди, но мы должны к чему-то прийти, сформироваться, да, как гражданское общество. Например, босс. Старый КГБшник шбу, инс Хагулбеш беш. Старый КГБшник ша Кадырова арда бу. Кадыров налечер я уир да ох крестах, иш бой, иш ёхку, зулап ёхкицер. По беспределу. Вой винул 300 тысяч, а жопой дюгардачун. Потому что КГБшник шкрэскш и дюритердать, КГБ, рэски КГБ, не нахма будешь, царь дюритердать, как Украина, ну муца дюрит, вот точно так же. Исхердачун, вой мэш дюрдачун, независимо вой развитие херячун, вой НАТО юqi урдачун, вой Евросоюз юqi урдачун, вой цана юqi урдачун, вой диндюч, мэчкш мадини царь, мэчкш рэскш, вой царь мэчкш дайт не рэскш. وين دو عغاسكش وين سوخلي لودلي لي ميجاك بلي وين تدل لودات غاسكش وين دوي ارمدر وين هما لوديلش بات غاسكش ماجكش حالدين وقعدين هردين وجدين الت شو это وين управлять تغيرش بوش تار كجبشنيك شعب واخوشر بو خبشيزم يتسر يقار وخبيزم يتسر يقار صوفيزم يتسر يقار شادو هما يتسر دوقار И ума дюче, они будут нас использовать. Ну и валидеш, ваигадеш. Вот что нас ждет. Шаве гахинц, например, игавел цацук, ага, все, ичкери, ют ахвайц, адуашен, со ичкери, цусо, да цававиз, цаван, ичкери, цена. Сразу цаваха, первый шарашин, шаайдалум, да, не стельч, ахбалал, царь, тергал, цедеш, царь, вольный ханхирю, кошохиля, мег вольный, да. Пришло даже, да, мег, пришло долитер, да, это уже много, да. Царь уауишен, айдал, чагадина, ой, шавега, да, хохару. Ар террористу, ар убийца, уя кайлау, руя дауш малирду, из КГБ мои, та, кадирос лилеш, мадать, от КГБ ну лилеш, то есть. Ты шо? А хош ки КГБшник шербу. Метач изхирю. И ой шавега уйру. Ах, ойм лидинир аль ой. Раск шанден репу чесат дюлюрду ой. Хара хара ой лидин хилоша из КГБш. Раск шан кельма қисса қар ой ой дахан. Дер орандиз ой идита цедич эрадой короче. Дакарчу иншалла. Берзло алел гарю. В этот момент и берзло я террорист шербу. На законных основаниях в связи с соответствием с международным правом. Потому что таган вакуз на берегу вахиц договориться один ванюк, а вай айдал цахоржи. Мэш айдал. Детекторах чакдал. Цен айдал вай цахоржи. И айдал цахажа вай иш айдал признать нечулта. Мы получаемся террористами. حلق غاسق شوي تيراريش دوبوشنا قوس حق داخن طلوش يشروي хотя Интерпол чукиш кидек деш Англия ну Америк ну вай тирариш признаться деш все равно несмотря ни на что Германия ну дур Франция ну дур кичаду на Англию ну Америк ну поддержки ур до конца царь бочут и цатош вай дин дисан дук козабеш шушавек козависан темлучар бокас шушавека иштуисан укшун. Потому что не было программы политической, что нас всех признать террористами. За нас заступались. Была хоть на этом спасибо и духой. А когда это произойдет, мы уже на международном уровне будем. Тогда мы уже точно не сможем никуда, ни вправо, ни влево. 100% террористу, а айдал человек, айдалом покушение и террористу. Смещение государственного строя, покушение на государственных деятелей, убийство, попытка убийства. Это уже терроризм. Вот что будет, друзья. Цундайлова хиц договориться до диз. Хиц касту диз. Айдал дуису айдал да айдалом. Эш бюч раскшан ти бобештек. Айдал дачу. Айдал дуак умара ворк. Галч дельна. Цу алиелиня преступник хили саидал дар из. Потому что гаскшан духал са интереш, са қом интереш, науш варкиз. Шин хуч эу. Соцунюха хиляри, может цу ули урер, может быть, сосанул хибай изер юхи хиляри, цу ки ули урер.
شاید تعویسن شین گوندا شاید اجنتوري شايجيوس إيش سوتسانيو قال وير ودش وجواتش وإذا ور عبد الخالم ور قبيش بر قبيش ور إدر سعيدل أحب أخن خوز نخر ча уагошен то эдл ду тохарду поклоняетесь нам. Теперь мы здесь власть. Нет, не вы власть. Преемственность власти воительствовал, да, преемственность Киев. Так, давайте зачем еще комментарии еще. Все будет Сербусов Динамо. Ойндойзер. Пессимист тебе не идет. Пессимистом Ватсон Самзат. При всем это моя проблема даже. Пессимист Ватс, Бодегдич. Просто это же должно как-то двигаться, да? Массуэл. Родился 1 ноября 1995 года в Бресте. Отец бывший военный, мать бухгалтер. По словам Лешука, его отец является потомственным чеченцем, мать украинкой. Вот откуда этот волчье сердце дён. Далее полвольк из-за массу отбил аск шмел вышвик. Дал келю акцуаск шана. Привет, на каком языке? На чеченском, Владимир. Со времен Ивана Грозного, говорят, ничего не меняется. Ну, после деоккупации Ичкерии, когда российского с Кавказа, хоть заки, хоть шмаки, их просто снесут к черту наш народ. Не, ноченок, не так будет. Не совсем не так будет. Ири снести 95-й год, 96-й, 7-й, 8-й года. Ири снести. Наглеч беш. Шейчур эрболаца беш ашбаркнах. Из КГБ ершуне, зенах. Из КГБ ершуне. Что вот какой-то заки, Кадыров ватшун. Это КГБ. Какой-то заки ватшун. Какой-то Кутаев ватшун. Из российской системы шунцик хайованик. И все, и нету свободы. Не хулитариатис. И еще проблем. Чеченцы, будьте бдительны, дайте себя обмануть. Если за собой нет греха, почему не согласиться на проверку? Отличная идея. Вот и об этом же. Хотя бы здравствуй, брат, ты прав. Мегердуэ, тахка, она непредвиденные, свободные эфиры, непредвиденные стримы, лакуна. Я, конечно, планировал, вообще собирался спокойно провести стрим, но раз мы уже пошли на такую тему, я еще раз и еще раз призываю. Давайте проводить детектор лжи. Давайте. Я готов в любое время. Я готов в любое время. Давайте, ва алейкум ассалам, тип, еще тот. Мегер до да стрим доерзюс, жри. На этом я тогда свой стрим закончу. Братья и сестры, да. Ладно, друзья, я свой стрим заканчиваю. Завтра на чеченском языке кая нохчуматта хирюшун стрим да алхилита да суцухейне вахка. Шу масейра бюзде галёль. Даже если молчишь ты как полиграф, Шамиль. Спасибо. Спасибо, Шамиль, спасибо.
Спасибо. Маш мог что шо, вежлиже, шо, основа самогати, все будет хорошо. Цаши куяцру сандал мула, цаши куячун, все будет отлично. Масан дейрез, мегарду, слава нашим воинам, слава Маджахеду. Амин, амин, амин. Всем воинам, которые погибли, уже на русском обращусь к украинцам, всем воинам, которые погибли, украинским воинам, защитникам Украины, всем, кто стоит на страже своего государства и свободы, вечная слава им. Все, всего самого хорошего. Адикюль Маш Альбюс де Галюль. Шадерга Ичкерия.